Друзья, приветствуем вас в студии проекта «Единомышленники» на YouTube-канале Gagauzy Media. Предвыборная кампания по праву заняла новостную ленту. Активность политических партий, блоков, независимых кандидатов и одновременно активность правоохранительных органов с многочисленными обысками, задержаниями, связанными с электоральной коррупцией. Выборы имеют свой ритм и цепь событий, а в жизни городов и сел есть, согласитесь, друзья, не только выборы, но и очень много проблем и вопросов. Мы с Еленой Карамид решили пригласить сегодня в студию руководителя города Камрат и поговорить о делах в столице автономии и о взаимоотношениях руководства города с властью региона и страны. Ну, конечно, поговорим и о выборах. Друзья, подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки и знайте, мы ценим вашу поддержку. Через несколько секунд здесь начнем. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Итак, друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» примар муниципия Камрат Сергей Анастасов. Сергей Анастасов. С 2015 года мэр муниципия Камрат. В мае 2024 года избран председателем регионального совета по развитию АТО Гагаузия. С 1997 по 2015 годы директор мебельной фабрики «Голиат Вита». Выпускник программы ГИС Министерства экономики Германии по специальности «Менеджмент и управление». Владеет 4 языками. Сергей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте, да. Zaman hayır olsun. Zaman hayır olsun. Hadi Moldovanca da söyleyelim. Да. Биняц Гесет. А вы Биняц можете сказать Свинет. Да. Да, Биняц Свинет. Сергей Ильич, совсем недавно вы были в Соединенных Штатах Америки. Да. И вы писали в Facebook о том, что у вас была возможность поближе познакомиться с избирательной системой этой страны. И вы написали в Facebook о том, что очень строго в Соединенных Штатах Америки оценивается электоральная коррупция. Законы очень строгие. Но вот на этой неделе в городе Камрат прошли обыски, и они были связаны именно с электоральной коррупцией. Что вы ощущаете? Один из членов вашей команды подозревается именно в электоральной коррупции, задержан на 72 часа. Как вы можете прокомментировать эти события? В первую очередь признаю, что это вина примара, потому что надо жестче быть, слишком много демократии примарей, как и в нашей стране. Слишком мы позволяем. Я 10 лет, в принципе, в должности примара. Я никогда не собирал людей, чтобы они голосовали за мою кандидатуру. Ни разу этого не было. Я мог собрать их на отчет о выполненных работах, но так, чтобы какой-то сотрудник примарии или где-то шел и агитировал, никогда у меня не было. Если вы даже следили за выборами, всегда мы, исходя из объема выполненных работ, просили, чтобы за нас голосовали. К примеру, выполнили мы столько-то работ, что-то сделали. И всегда был против, и остаюсь, когда люди раздают пакеты, либо что-то делают во время или перед выборами. Поэтому тут признаю упущение свое, вину о том, что такое случилось, но в любом случае хочу ждать, пока будет полностью доказана или не доказана вина, потому что я не являюсь ни прокурором, ни следователем. Ну да, презумпцию Единственное, невиновности. мы сотрудничаем. Надеюсь, что там ничего нет, но уже после этого мы примем относительные меры, чтобы примарей этого больше не повторялось. Мы замечали кое-что примарей, но всегда собирали, всем запрещали заниматься политикой. Я всегда приводил пример о том, что вы 10 лет видели, чтобы примар кого-то привлекал за какую-то партию, за свою кандидатуру. Я никогда никого не привлекал и никогда не собираюсь. Ни разу не было. У меня даже собрания, даже на последних выборах, я даже примарей не собирал людей, чтобы кто-то шел куда-то. Единственная просьба была, чтобы люди выходили на это. Я всегда занимался тем, чтобы люди выходили на выборы. Этим я занимался, вот такой агитацией. Но чтобы кто-то голосовал за какую-то партию или за какого-то кандидата, я этим не занимался Интересен никогда. тот факт, что задержано на 72 часа не только один действующий мэр, но и бывший ваш заместитель. Ну, у нас, знаете, как выборы проходят, в любом случае есть какие-то политические движения в Гагаузии, а их 90%.
И Да, Гагаузия однозначно, маленькая, что... партий много. Нет, партия Да у и нас одна. выборов И много. много. У нас Умножить на 2. партий в Гагаузии много нет. У нас одна партия левого толка, это 90%. Партий у нас много нет. Поэтому неправильно называть, что у нас партий много. Это в У нас Молдове часто много выборы партий. проводятся, В вы имели в Гагаузии виду. столько же партий, сколько в Молдове. Сколько когда это левого толка у парламентские. нас, сколько у нас проголосовали за Европейский Союз и против. Ну да, в этом Ну, вы так правы. вы сами как можете представить, чтобы выиграть выборы, чтобы не сотрудничать с теми партиями или с людьми, просто, я не говорю, что какими-то партиями. Ну, просто вот на выборах, в любом случае, эти лица, которые участвуют в каких-то, даже на местном уровне, хотя мы их не заставляем, но у них есть своя гражданская позиция, и мы вынуждены тут на юге Молдовы, Гагаузии в основном, то есть сотрудничать, поэтому и бывший зам примара, и настоящий зампримара, они в любом случае участвовали. Но я им не могу, согласно закону, запретить. Вы когда чуточку выше приносили извинения, вы имели в виду за то, что это случилось, здание именно. примарии как государственного Я учреждения? еще не знаю, в здании примарии случилось или нет, но я знаю, что это случилось относительно сотрудников. То есть я из-за этого приношу извинения, что относительно, я еще не знаю всех нюансов, моментов, Ну, никто но не уже, знает, да, только. уже раз это как бы озвучилось, я уже перед людьми должны извиниться, потому Хорошо. что я все-таки руководителем там являюсь. Третий мандат примара у вас. И я помню, когда вы приходили первый раз со своими предвыборными обещаниями, вы говорили о том, что, ну и тогда на самом деле плохих дорог было очень много в Камрате, вы сказали о том, что мы сделаем дороги по каким-то новым технологиям, и мы за какой-то, там не помню, правда, за какой срок, вы обещали, что все дороги в Камрате будут сделаны. Третий мандат пошел, и у меня вопрос, к завершению вашего мандата, все ли дороги будут покрыты твердым покрытием? Все основные. Сколько километров еще нужно покрыть дорог? Да, дай бог, чтобы власти автономии с бюджета 1,5 миллиардного покрыли бы столько же километров, сколько один город, чей бюджет 10 раз меньше. Так, для информации, наш бюджет... Но дороги делают 100 мэрии, а не региональная власть. Региональных дорог нет разве? У Ну, нас но только мы вас в Кам- спрашиваем про ваши дороги. Я про для Камраты информации дороги. для жителей говорю о том, что в Гагаузии 140 километров дорог региональных, которые относятся к властям автономии. В Камрате 130 километров дорог местных, которые относятся к нам. Наш бюджет 150 миллионов, гагаузский 1,5 миллиарда. То есть 10 раз больше. Вы сможете назвать мне столько же километров дорог региональных, что построены за счет средств, пусть последние 10 лет. Сколько дорог вы построили? вот за Камрат это больше время? построил дорог, чем вся автономия. То есть у нас 60 километров, я не знаю, чтобы власти автономии построили 60 километров. 60 километров уже построено? Ну, естественно, конечно же. А Кроме сколько этого, еще 60 нужно? километров канализационных сетей. Это уже средства, которые идут с республиканского бюджета. Нет, я думал, правильный вопрос, а сколько было построено за последние 30 лет до 2016 года? Вы не хотите задать вопрос? Я хочу кому? У Мне, кого можно? мне давай. Говорите. Ни это же одного такая ценная километра информация. за 30 лет, ни одного километра до 2016 года. А после 2016 года манна небесная упала в Камрат, и вдруг бюджет вырос сразу на 1 000 000 %. Такого не бывает. Любой бюджет растет каждый год на 20%. Если в 2015 году построен 1 километр, то я как примар должен построить километров 200. Но такого не может быть, чтобы за 30 лет ни одного строилось. километра. Если вы знаете ту дорогу, местную, я говорю, регионально 1 километр был построен. Это улица Третьякова в 2014 году. И пару километров было отремонтировано республиканских дорог. А я-то задавала Местных дорог не вопрос. было построено ни одного километра. И сейчас отвечать дальше. Вы правильно задали вопрос. У нас было в предвыборной программе каждый год, если вы помните, в 2015 году по 3 километра в год. Мы строим по 10 километров. То есть 3 раза больше, чем мы обещали. На этих выборах мы сказали, что все дороги в городе, практически, которые являются самыми основными, где мы их построим, мы их уже практически завершаем на год раньше, чем должен мандат завершиться. В этом году у нас еще 12 километров дорог. В этом году это практически везде, где канализацию провели Заречье, мы их полностью строим, а там десяток дорог, они входят. То есть в этом году у нас 60 и более тысяч квадратных метров твердого покрытия. И касаемо качества дорог, вы задали вопрос. Очень легко. Вы обещали такие новые технологии. Мы по-новому и строили. Я вам просто приведу пример улицы Шевченко. 2,7 километра протяженности, меня слушают дорожники. Если кто-то построит 2,7 километров дороги за 2 миллиона, то пусть мне покажет, где. Наши дороги имеют всего лишь толщину по
если и 5 сантиметров, и 6, но сверху у нас поверхностная обработка обязательно. Мы его делаем, благодаря этому наши дороги служат долго. Сравнить нашу дорогу и ту дорогу, которую мы не строили по улице Лермонтова в 2016 году, наша, по-моему, на год даже раньше была. А кто строил? Это Друмурь-Буни программа была. Нет, республиканский проект программа. был, да. Друмурь-Буни, вот проехаться по той дороге, которой стоимость 3,5 миллиона лей 1 километр, и по нашей дороге, у которой стоимость 1 200 000 за километр, максимум 1 400 000. Просто сравнить их качество. И что увидим? У нас нет ни одной трещинки, а тут уже ямы. Это вы можете взять журналистов, взять документы, проверить все. Я один из. Я не говорю, что у нас ни на одной дороге не возникли проблемы. Ну, мало. Как раз хотела сказать. Есть же грешки. Есть, конечно. Кто не работает, у него нет никаких грехов. Ну, конечно. Но построить всего лишь одну дорогу за столько много времени по программе Мне «Друмурь». просто, когда вы сказали, нет ни И одной он уже трещины, я задумалась сейчас. Вот Если- проезжать буду по дороге, я буду искать трещины. Екатерина, если Или- 400 000 квадратных метров выложить асфальта, брусчатки, то сколько может быть грехов? Я думаю, что где-то, наверное, в 1 километре могут быть грехи, правильно? А, кстати, давайте о брусчатке, честно. Да. Что с этой брусчаткой, так, не так? Но это не моя фабрика. сразу. Чья фирма, чья У фабрика? меня нет фабрики по брусчатке. Потому что когда мы укладывали, делали дороги из брусчатки, все говорили, у него есть завод, фабрика. Потом сейчас начали укладывать только из асфальта, очень мало укладываем. То есть куда-то моя фабрика делась. То есть что-то молчат уже. У нас нормально выдержала и брусчатка во всех улицах. Там, где говорили, что после первого дождя там дороги не будет, они тоже уже 8 лет служат. У нас еще ни одну дорогу не смыло. А как Да. отдаете приоритет? Здесь брусчатку ставить, либо асфальт? Если Интересно. асфальт укладывать без бордюров, то он дешевле получается, потому что бордюры не нужны. Это вариант тот, который нам позволяет экономить средства города. Как экономить? Привожу пример одной из улиц, та же Чкалова, выше Атлантиды. Каждый год на эту улицу мы расходовали 120 000 на возврат щебня и снова после каждого. смывает дождями, Да, да. смыло мы возвращаем, смыло возвращаем. Мы каждый год. А в один год мы потратили 420 000 лей и уложили просто 6 сантиметров асфальта с поверхностной обработкой. Так это уже 7 лет прошло. 420 000 потратили, а должны были потратить 800 более тысяч лей. Сергей Ильич, И дорога нормальная. То есть еще никаких один проблем нет, вопрос, и да. он тоже связан с дорогами, да? Да. То есть вот мне, женщине, не совсем понятно, я же не знаю, по каким техническим там параметрам нужно строить дороги, но мне не совсем понятно, когда Шевченко, которую вы упомянули, Да. строится дорога, а канализационные сети, видимо, для чего-то оставлены края такие не обделаны, то есть Да, нет не знаю. бордюров, нет... Отвечаю. Почему так строится дорога? Отвечаю, нельзя очень сделать правильный вопрос. Да, да, да. меньше? И... Неужели нельзя где-то найти где-то 100 миллионов лей и построить как положено? Ну, я по-другому задала вопрос. Неужели я нельзя отвечаю. все работы делать последовательно? Ну, Чтобы значит, сначала одно, потом другое, Сейчас чтобы дорога приведу была очень отстроена частый как вопрос, надо. который задают жители. Вы очень прямо... Значит, у нас улица Шевченко, Я просто житель. да, улица Поэтому. Шевченко, по которой вы проезжали каждый раз. Это была не дорога, а направление движения. Каждый год туда расходовалось по 500 000 лей на закрытие ям. Каждый год. Закрывали. Да, после Не этого у всегда нас был закрывали. первый дорожный фонд, который, это была всего лишь сумма 2 миллиона лей, это был 16-й год, по-моему. И я посчитал, 16-й. что если я его потрачу на 4 года на закрытие ям, у нас не будет ни дороги, ни денег. И мы в тот год отфрезеровали 6 метров шириной. Сколько у нас денег было? 4 сантиметра глубиной. Отфрезеровали его до конца, вот просто. И мы его заасфальтировали сплошным методом, то есть место закрытия ям. То есть практически на улице Шевченко был сделан капитальный, не ямочный ремонт, а сплошным методом. Да, так и Этим было. самым мы уже сэкономили уже 2 миллиона лей. Потому что у нас не было больше, чем 2 миллиона лей. Оставлять вас ездить по ямам я не хотел. Я же вопрос задала Но другой. я же, а какой? Что там по краям? Почему нельзя было А там сделать еще эти канализации, стоки, поэтому канализацию, там нету чтобы разом канализации выложить еще, дорогу? поэтому мы там и не асфальтировали. Зачем нам То есть потом не ломать? кажется ли это неправильным с технологической точки зрения, когда делается дорога сначала вот такусенькая, и остается место для того, чтобы там селевые дожди, Конечно, надо же да. делать канавку, если я правильно в городе, понимаю, правильно называю. Если в городе строили бы 30 лет, как вы говорите, каждый год по 3-4 Сергей километра, Ильич, то я с вами бы ежели бы согласился. да кабы. Нет, я с вами согласился бы о том, что нужно делать полностью Ну все. да, я об этом. А как вы думаете, я стал примаром в 2015 году? Какие дороги я должен строить? Не Вопросов новые, нет. которые появились при мне, а те дороги, которые появились не при мне, кто должен был их строить? Ну, Наверное, преемственность те. власти никто не отменил. То есть Правильно, надо да. делать все виды Новые работ, дороги которые- я строю как примар,
появилась новая улица, у нас их там, а те улицы я должен только ремонтировать. Я не поняла. должен строить с нуля. И нельзя построить то, что не построено за короткий. То есть мы ничего не строим, и вдруг хотим, чтобы там были бордюры, ливнят воды. Ну это же фантастика, такого не поняла. бывает. А если бы оно строилось бы каждый год по 3-4 улицы, Ну, то если тогда бы- бы мы... Ну как, это играет роль. Но я вам оставляю, значит, миллиарды долгов и говорю, а почему их вы сразу не закрыли? Поэтому год за годом каждый примар, он должен, неважно откуда, он должен оставлять за собой те дороги, которые появились при нем. Появилась Сергей, улица смотрите, Киевская, я- все, значит, делай, пожалуйста, ту дорогу. Но не оставляй его Я ни в другому коем примару. случае не Да. могу говорить, что Да. при Анастасове не делались дороги. Нет, Я, мы как сейчас и не любые про это, другие да, жители, конечно, да. подтвердят, что да, именно при вашем управлении городом было сделано больше всего дорог, особенно твердым Не покрытием. больше всего Это- дорог, до это этого никто не безусловно. делал дорог вообще. Почему вы говорите больше всего дорог? Принимайте комплименты дозами, Алексей Не, ну Сергеевич. если не делали ни Идите одного дальше. километра дорог, зачем говорить, что больше всего? Но это же неправда. Хорошо. Назовите мне одну улицу, Хорошо. местную дорогу, Но вы которая была пропустили сделана. так аккуратненько мой вопрос, самое зерно моего вопроса вы пропустили. Я-то имела в виду. Очень коротко переходим Почему к не другой с теме. бордюра до бордюра? Я Да, просто- ну, так я же почему вам бы не объяснил. построить чуть, может быть, не 6 километров дороги, а 4 километра, но Без сделать проблем, ее да. основательно, со всеми канавами, со всеми канализационными Скажу трубами. обращение одного из советников в 2016 году, который пришел ко мне и говорит, зачем вы строите без бордюров там ту дорогу, и давайте сделаем одну дорогу, ну как надо. Я говорю, нет проблем. Я пошел, сделал проект на улице Федько, как в монастырь ехать. Эта дорога вышла по себестоимости 12 миллионов лей. У нас в бюджете мы максимум могли найти 10 для строительства. Я вынес на совет, строим одну улицу Федько и больше не строим. Советники как встали, как больше? А наша дорога, а там микроавтобус ездит. Потом все приняли решение, Сергей Ильич, стройте, как бы строили. Это ответ. Вот Хорошо. ответ. Да. Это четкий ответ, потому что у нас, если было бы много денег, то мы построили бы, конечно. Но и то бы не успели бы. Мы не обещание края мечты. Я не могу обещать Но то, все чего еще я не могу впереди. сделать. Все еще впереди. Да. Мы не Сергей можем, Ильич, да. если мы вообще говорим о проблемах города Камрата, наверное, еще одна из очень больших проблем экологическая, связанная с рекой Ялпуг. Конечно. Когда мы были депутатами Народного собрания Гагаузии, я помню, Александра Федоровна, наверное, тоже помнит, выделялось 5 с чем-то миллионов лей, 5 на коллектор, да. миллионов 300, да, на Который коллектор стоил 8 миллионов, да, вы знаете. и на строительство еще каких-то там канализационных конечно. путей. Скажите, почему по-прежнему вот эта проблема остается проблемой в городе? Значит, вы выделили 5,3 миллиона лей. Мы из бюджета... Народное собрание, не мы, а то сейчас Ну, зрители поймут, ну да, что мы Народное где-то там собрание, кому-то да, выделяли да. деньги. Да. Да, 5,3 миллиона лей, тогда как я вам перед этим привел пример 5 миллионов евро, которые выделялись для решения проблемы экологического характера в Чадрунге. 5 миллионов евро и 5 миллионов лей. То есть? Между этим есть большая разница, да? Кто-то в Народном собрании, когда оно было, он хоть озвучивал, а сколько же денег надо? Это просто сказать о том, что мы такие деньги выделили Камрату, огромные деньги, 5,3 миллиона лей. Когда у нас все проекты, которые только коллектора, которые мы строили, их стоимость была больше 20 миллионов лей. Мы после этого еще нашли средства с экологического фонда, потом собственные средства, 4 миллиона только И тоже потратили. не решен вопрос. Почему не решен? У нас нету запаха в центре города, вы что, забыли? До второго этажа из полкома доходил запах, если вы помните. А Когда какие приезжали проблемы еще гости высокие в остались 2018 году, Ну, до первая второго просьба... этажа исполкома не знаю, то, что люди жаловались, что в их домах невозможно. Когда Таип во дворах Эрдоган жить. приезжал, Это я да. сам лично организовал хлорирование, потому что запах дошел до центра, и мы не могли встретить даже гостей. Вы сегодня этого чувствуете или нет? Проблема я нет. решена полностью. есть этот вопрос закрыт, да? Через улицу Освобождения новый коллектор. У нас насосная станция. У нас сейчас все стекает на очистные сооружения, где работают сейчас тоже 3 микроозера, там где тоже мы очищаем. У нас практически проблемы, ждем только новых очистных согласно Мирового банка, который идет, потому что там огромные средства. А кто То будет есть, финансировать? Всемирный банк. Всемирный Мы банк? уже идут процессы, как его, документальные, потому что у них немножко долго это идет. А сколько это? Да, вот как раз таки Вот, 8 сумму миллионов хотелось бы евро. услышать. Вот 8 ровно миллионов сколько евро. наш бюджет. То есть Это будут только одни кредитные очистные, да. деньги? Нет, это Молдова. То есть, Но надо пояснить, не потому для что Камрата. люди должны Если понимать. они даже будут кредитными, то уже они не будут для муниципия Камрата. То есть Для Республики Молдова Молдова, берет может быть, кредит, да. но Да. делаются эти работы Начинают. проводятся В для Камрате, да. жителей Да, Камрата. для Камрата, да, конечно. Мы не оплачиваем, то есть кредит это однозначно, потому что мы не можем оплатить. И
По крайней мере, проблем у нас сейчас с потерями воды. У нас было 73%. Как вы объясняете жителям, когда вы озвучиваете, что мы что-то делаем, это кредитные деньги, которые взяла Молдова и выделяет нам, как городу Камрату, а люди говорят, Молдова берет кредиты, за которые наши внуки-правнуки не смогут рассчитаться. Люди не говорят главного, что если эти деньги придут в Молдову и построят очистные сооружения в Чимишли или в других районах, и мы также будем платить вместе с другими, то это, наверное, будет лучше. Если у нас строят, то мы, наверное, в выгодном, то есть, или объездная дорога у нас появилась, пусть даже это будут кредитные деньги, но это объездная Камрат. А представьте себе, что это объездная там другого города. Молдова тоже взяла кредит, но мы, гагаузы, тоже платим за это, а у нас объездной нет. Поэтому, когда даже Молдова берет что-то в кредит и строит у нас, мы не должны возмущаться. Могут возмущаться другие жители других городов. Почему Молдова берет кредит, а строит Гагаузии? Ну, мы как можем возмущаться, если нам построили, а вся Молдова платит? Хорошо, вот интересный вопрос. Коль зашли в тему кредитов, давайте поговорим о кредитах, которые город Камрат берет. Берет ли? Сколько кредитов есть сегодня у города Камрат, на какие цели? Да, очень имеет экономическую политику, очень, я считаю, что очень правильную. Почему? Потому что мы всегда принимаем бюджет на миллионов 10 меньше, чем можем принять. Вы раскрываете какие-то секреты, Да, которые, конечно, может да. быть, Ничего, уже не все знают? Советники, я думаю, меня поддержат, потому что у нас хороший совет, и они уже поняли, что это мы правильно делаем. Потому что когда аппетит приходит во время еды, только мы переходим на Новый год, и каждый советник ко мне приходит, а когда наша дорога будет, когда наша? Я говорю, нет проблем, надо взять кредит, а это тот кредит, который мы не увеличили бюджет. То есть мы его берем, но мы никогда не имеем долгов. То есть практически наш кредит, он закрывается до марта месяца. Только переходим за год, полгода мы его закрываем. О То есть каких это суммах это не идет совсем речь? кредит, это средства, которые мы оформляем, чтобы могли зарегистрировать договора в казначействе. Вот, о каких суммах идет речь? А Город может, берет и какие 10 миллионов кредиты? быть, и 12, и 6 бывало, то есть разные суммы. В этом году мы около 10, чуть больше 10 взяли. В прошлом году тоже была сумма, по-моему, 9, мы закрыли его в конце февраля. То есть кредитов у Камрата нет? Практически нет. Да. И тем более мы кредит берем не закрывать заработные платы, Да. а мы кредит берем для того, чтобы не расходовать средства. Все эти проценты, которые мы оплачиваем за кредит, мы намного больше тратили бы на укладку щебня. Но и дискомфорт жителей, поэтому у нас каждый шаг рассчитывается, прежде чем что-то мы делаем. Ну и кроме этого, Камрат сократил 83 человека за 10 лет. Сколько исполком сократил? 83 человека, вы имеете в виду С сотрудников? разных сфер у нас 600 всего человек. Те, которые получали заработные платы с бюджета муниципия Камрат, мы их сократили. А какая сумма сегодня, сегодняшние расходы на 83 человека, знаете? 15-20 миллионов. Ага, то есть вы сократили? Мы их сократили, потому что у нас и мы безболезненно сократили. Мы либо передали там, где они должны были быть, либо человек уволился, мы штатную единицу закрываем. То есть во многих сферах. Я считаю, что мы сделали очень правильно. Иначе мы сегодня с этим повышением заработных плат были бы на том же уровне, как и исполком. То есть денег много в бюджете, увеличивает но количество денег своих нету. сотрудников из года в год. Было бы, знаете, как бюджет огромным стал, а денег нет. У нас бюджет стал тоже больше, но и деньги есть. Мы дальше строим. Вы же меня спрашиваете, все дороги построить, а мы их строим за собственные доходы. А вы мне не назвали, сколько километров еще надо отстроить в Камрате? Еще как минимум в этом году, если мы 12, как планировали, строим, то нам еще хотя бы 20 километров и будут основные дороги, там, где много, останется, может, пару переулочков таких незначимых. То есть весь Камрат будет уже да, конечно, в хороших дорогах, скажем. У нас со 100% до 90-го года, знаете, какой процент был заасфальтирован? Нет. 25. Значит, получается, что за 100 лет было заасфальтировано 25% дорог, а за 10 лет уже еще плюс к этим 25, еще уже 40%. То есть сейчас 65% асфальтировано, как такое может быть? Я так понимаю, что до конца третьего мандата вы отстроите все дороги, и все потом основные дороги, дальше... останутся, может быть, какие-то переулочки. То есть обещания вы выполните, мы данные, выполняем, да. мы не выполним, мы их выполняем. Мы не работаем от выбора до выбора. Сергей Ильич, вы совсем недавно, буквально на прошлой неделе, я прочитала о том, что вы заключили 2 новых контракта, 2 новых проекта с Агентством регионального развития. Что эти проекты дадут Камрату? У нас, если мы говорим о средствах, которые у нас поступают из республиканского бюджета, потому что агентство регионального развития Гагаузии, понятно, что средства формируются и отправляются из бюджета Республики Молдова. То есть с 2020 года по 2025 год
Больше всех Чадерлунга получила миллионов 20, а и Камрад намного не отстал. И тоже очень много средств, но эти суммы около... Фотографии вот сюда. Вот сюда посмотрите, пожалуйста, Сергей. Да, есть. Да. Эти суммы оцениваются сотнями миллионов лей. То есть для нашей... Вот интересно, опять же, с 2010 года по 2020 сколько получили наши города и Чадерлунга? Мизер. Практически ничего. 60 миллионов, по-моему, общая сумма. Это на вы когда индустриальный говорите... парк. Тут мы в разы больше получили, несмотря на то, что Гагаузия никогда не голосует за правой партии. И никто не спрашивал нас, какой вы политической организации. Вот этот момент нам больше всего, то есть нас, конечно, это, ну, честно говоря, удивил. Я еще не помню за 10 лет своего примарства, чтобы денег давали одинаково тем же регионам, там, где голосуют, не голосуют, никогда такого не было. Скажут, ну, Анастасов Не, дает, никогда, потому что он только поддерживает Анастасов, конечно, партию. впервые получили 2 крупных проекта. Был, конечно, вообще никогда ничего не получали. А буквально в прошлом, этом году, конечно, получили 2 крупных проекта. Никогда, конечно, не было. Но давайте вспомним, как разделялись программы Друмурбуни. Там Чадерлунга могла 3 миллиона получить, Камрад там 3. А такие города, как Аргеев, там, Хинчешты, 25-50 миллионов. То есть огромная разница. Тут программа «Европейское село». У нас 17 примарей в один год получили из 26. 15 примарей получили вот в этом году. То есть процент тот же, как и по всей стране. То есть он ничем практически не отличается. И это впервые в моей памяти, по крайней мере. А эти 2 проекта, что вы планируете? Это у нас идет упаковочный двор снова. Надеюсь, так что это тот упаковочный двор, на где мы не получили контрибуции, да. На который не дали контрибуции Да. из бюджета Гагаузии, да? Ну, мы будем снова обратимся. Надеюсь, что уже это первый год был управление автономией. Думаю, что уже следующие Сергей Ильич, секундочку. депутаты, они все-таки примут решение и откроют рабочие места. Я хочу, чтобы мы тут разъяснили для зрителей, чтобы люди понимали. Так много говорили об этом упаковочном дворе, как о проекте, который, возможно, не состоится, потому что Народное собрание Гагаузии не принимает соответствующего решения и не выдает на это деньги. Да? Но все-таки этот проект получает поддержку из центрального бюджета, правильно понимаю? Молдова выделяет 24 миллиона лей. То есть Гагаузия должна Гагаузия, первый транш должен быть 5 миллионов для того, чтобы проект, и уже второй транш при завершении, либо при опубликовании тендера, потому что в тендере может быть сумма еще ниже. Поэтому суммы могут уменьшиться. Поэтому вот эти суммы нужно выделить, чтобы открылось как минимум 50 рабочих мест в самом промышленном парке, что позволит нам упаковывать нашу гагаузскую продукцию и выставлять в разные магазины. И вторые люди, которые будут заняты, это еще как минимум 300 человек, те, которые будут поставлять и продавать. То есть это общий, получается, проект «Упаковочный двор». Я почему хочу, чтобы мы заострили на это внимание. То есть тогда, когда мы в Гагаузии очень часто слышим от наших политиков или общественных активистов, деятелей, что Кишинев нам ничего не дает, то сейчас получается, что упаковочный двор, который намазолил ухо и глаз всем, потому что вы говорили о том, что проект рискует не состояться, потому что нам не дают деньги из средств контрибуции, сейчас получается, что 24 миллиона получаете вы из бюджета Молдовы. Следовательно, Молдова поддерживает проекты, которые я перед этим же сказал, что сотни миллионов лей из Молдовы было выделено для развития 3 городов. Как вы это разъясняете людям? Потому что тогда, когда дезинформация шагает широкими шагами сегодня и вводит людей в заблуждение, а вот трактовка разных вот этих вот «нам дают», «нам ничего не дают», «у нас урезают полномочия», «нам Кишинев не дает развиваться». Как людям объяснить, что конкретный проект – это деньги не только и не столько местные, региональные, но в том числе и деньги бюджета Молдовы? Я еще раз вернусь, очень важны те цифры, которые я озвучил раньше. У нас бюджет 1,5 миллиарда, на душу населения это 12 тысяч лей на каждого гагауза. Вы говорите о бюджете Гагаузии? Да, это я беру, он 1 600 000 вместе с нашими, те, которые не учитываются. Но я даже 1,5 миллиарда беру, у нас сейчас 100, по-моему, 5 тысяч или 110. Ну, в среднем 12 тысяч. Взять любой другой район, то есть это составляет 8, ну максимум 9 тысяч. То есть у нас на 3 тысячи лей на душу населения средств больше. Иначе откуда вы принимали бы эти всякие законы, которые были приняты? Сергей нет, откуда бы средства на тех законы, там, школы, бесплатное питание? Другие, они же только в Гагаузии были.
Но, в Сергей других Ильич, тогда местах не было были. бы повода у Это- Ирины Федоровны говорить о том, что вот как хорошо она управляла этим регионом, и это было, и то было. Не, я не говорю сейчас о том, что было правильно или неправильно. Я говорю, откуда иначе были бы средства. Сейчас я не предъявляю претензий. Это Народное собрание приняло. Вы подводите проблем нет, нас да. к мысли, что Да, мы что у получали нас, больше, чем другие у нас районы. 100% подоходный налог. 50 остается в городе, 50 в исполкоме. В районных администрациях 75% подоходный, 50 в городе, 25 в районной администрации. У нас 100% налог на прибыль остается здесь, у них он не остается. У нас остается НДС, разница, у них он тоже не остается. Благодаря этим налогам формируется бюджет больше. Дай Понятно. Бог, чтобы власти автономии также относились к местным органам власти, как Республика Молдова относится к ним. Вы как-то Но высказывали властях- мысль, что тут не все так гладко по отношению Да, к и вот, в региональной Гагаузии власти. приняли закон, что если они выделили кап инвестиций для развития какого-то города, то должны голосовать все 100% депутатов, которые находятся в этом городе, то есть от города. А представьте себе, что Республика Молдова приняла закон и должны проголосовать все 100% депутатов, чтобы Гагаузии выделить какие-либо средства. Вы думаете, что Гагаузия получала бы что-то? Вот так и наш город второй год уже лишается кап инвестиций местного значения, которые, потому что закон, такого нет закона в мире нигде, чтобы все 100% голосовали. Я такого не видел нигде. В Зачем Соединенных такой Штатах закон или других. принимался? Да, а Да, почему вы не, зачем? не- Почему? не протестовали, когда такой закон Подали принимали же в суд, депутаты госканцелярия Народного собрания подала в суд, Гагаузии? идут дела в А суде. голосов примаров не было слышно. Почему? Как не было, я всегда возмущался, и у вас на передаче Я возмущался. говорю голосов примаров, не только ваших. Примары даже решение приняли у себя, чтобы это И что вам представить. депутаты ответили на ваше решение? Они нас собрали даже в здании университета, было Так. общее совещание, это было, по-моему, где-то месяцев 7 назад. Обещали нам разобраться, и так и разбираются по сей день. То есть оно так и идет. Зачем И нужен что? был этот закон? Вот зачем депутатам принимать такой закон? Есть кап инвестиций местного значения. Вот в этом Да. году мы их направляем на ремонт второй школы, Люди не мощения на понимают, о улице. чем мы говорим. 2 депутата сейчас подписали, Димитроглу, Тернавский. Сейчас ждем, пока Дудоглу подпишет следующий, и мы начнем работать. То Вы есть знаете, это тут да. вы сказали о районах и вопрос о райадминистрации. Как вы думаете, о них много в последнее время говорят, нужны, не нужны? Может быть, их вообще аннулировать? Вы что думаете? Уже об этом говорят 10 лет. Я думаю, что если не могут их аннулировать, то нужно загрузить работой. К примеру, в Америке. В Соединенных Штатах Америки районная администрация занимается бродячими животными. И ряд очень, конечно. А как может примария, Камрад, либо села не заниматься, и мы решим проблему с бродячим животным? Они не могут быть решены. То есть вы будете Если с заниматься 13 дорогами, а они Нет, значит, животными? у нас не может примария заниматься всем. В Америке штат занимается очистными сооружениями, там не занимается город очистными сооружениями. Нет такого понятия. Не может село построить очистные сооружения. Ну, откуда? И зачем село очистные сооружения, если это штат занимается озеленением? Именно, ну не в черте города, а вот вокруг, что мы, о чем говорили, вот Ялпуг, очистка, это занимается штат. Это проблема считается государственного уровня. Нельзя спрашивать каких-то советников или кого-то примара, что они не будут сажать деревья или нет. Это программа есть, это обязаны все сажать. Хорошо, И, если не аннулировать да, райадминистрации, то загрузите работой загрузить собак работой, или еще чем? даже с этими, как его лесонасаждениями, план дать вперед. То есть они должны именно заниматься регионе, то есть да, в принципе, региональные дороги тоже. А, эти допустим, районы, там да. есть такой сотрудник, как человек, который, не знаю, Лена Федоровна, вы знаете или нет, я не очень изучала штат районных администраций. Есть человек, который занимается культурой, скажем, или спортом? Ну, если культура идет свыше детского возраста, этим занимается уже районная администрация, не как у нас. У нас, говорят, примария имеет право заниматься и взрослыми, и детьми, даже дюзовая и духовой были на балансе примарии. Вы считаете это правильным? Там невозможно это. А вы сочли неправильными, передали это управлению культуры? Я сочел, я это считаю неправильным, это вы должны считать неправильным, потому что дюзовая и духовой это в уровне Гагаузии. Не могут 60 человек, сегодня их бюджет составляет 20 миллионов. Вы что думаете, у примарии, Камрад есть 20 миллионов, а вы еще говорите про дороги? Я не думаю, я Нам спрашиваю. нужно содержать Я нисколько дюзовую, не сомневаюсь, духовой. что это правильное решение. Очень правильное решение. И там, или, к примеру, в Словакии мы тоже были обменом опытом. И я когда задал вопрос, а как вы помогаете социальным уязвимым слоям, говорю, а вы как помогаете? Я говорю, ну вот так обращается, а у вас что, вы получаете налоги социального характера? Нет. А как вы можете помогать? У нас законом это запрещено.
А у нас мы отвлекаем, к примеру, средства из высадки деревьев, других, и помогаем, потому что люди нуждаются в этом. А у них это просто законом запрещено. Каждый давайте уровень вернемся к власти. экономике чуть-чуть. А можно я хотела задать еще один вопрос по поводу вот этих вот финансов, которые вы получили из агентства регионального развития. Деньги получил и город получил и город Чадролунга, конечно, 34 миллиона, да. ну и Вулканеште. Да. И вот в свете этих событий советник Казакли Алена Момат написала на своей страничке в Facebook следующее. Она, конечно, радуется за то, что и Чадролунга, и Вулканеште, и Камрат получили новые возможности для развития, но она беспокоится о селах и пишет, что существует определенный дисбаланс развития Гагаузии, города укрепляются, села теряют людей и будущее. И она задается вопросом, почему агентство регионального развития основной акцент делает на города? Что вы можете сказать по этому поводу? 900 населенных пунктов. Есть города полюса роста, есть просто города. И я не думаю, что в Молдове есть возможность сразу 900 населенных пунктов выделить средства для экономического развития. Есть интермуниципальное, то есть межмуниципальное сотрудничество, которое идет сегодня, где объединяется, вот хороший проект у нас в Камрадском районе, развитие туризма, где у нас 6-7 сел, которые ближе к нам. Вот на такие вещи еще могут давать, потому что объединились села. Но у нас 900 сел, 500 человек населения, есть 1000, есть чуть крупнее села. И мы тоже хотим, чтобы они развивались. Но, к примеру, в Хинчешском районе, буквально вчера в Чимишли, даже в Чимишлийском районе, там села развивает районная администрация. То есть сами районные, то есть региональные власти, как у нас в автономии. И получается, что у нас из 1,5 миллиардного бюджета в 2019 году все села получали 100 миллионов лей в виде кап-инвестиций, в виде контрибуции. А в 2025 году 20 миллионов лей. То есть вы... И у кого есть желание развивать, и у кого нет желания развивать. Чем вам не нравится край мечты? Да. Мы сейчас даже не про край мечты, Да, а с вы говорите о деньги из бюджета году, автономии. нет, в 2019 было 100 миллионов, Это в как 2020 положение? 80, в 2021 60, в 2022 40, 20 и постепенно урезали, нам села не нужны. Все, до свидания. Бюджет сформируется с сел, городов в автономии, а деньги распределяют депутаты, как они хотят. То есть на их усмотрение. Почему 100 было в 2019 и не было 110 в 2020 и так далее? Почему не наверх? Потому что не живут проблемами сел, городов, в первую очередь чиновники власти автономии. Это в первую очередь, кто должен жить проблемами населенных пунктов. Когда вы говорите чиновники, сейчас кого больше имеете в виду? Я думаю, Народное что собрание, Народное либо исполнительный собрание, в том комитет? числе исполнительный комитет. Но мы с вами были свидетелями. Я часто слышу там разговоры, это их проблема в селе, то есть это их бюджет, пусть делают, что хотят. Вот, к примеру, я так часто слышал это, но это неправильно, если районы Чимишли выделяют даже самой Чимишли по 10 миллионов в год. Район, который имеет бюджет намного меньше на душу населения. Чимишля получает ежегодно какие-то средства на свое развитие. Слушая вас, создается впечатление, слушая вас, создается впечатление, что если бы не было автономии, наши села, города получали бы больше денег. Ну, вполне возможно, потому что много чиновников в автономии, эти средства расходуются на содержание. Мы у себя сделали оптимизацию за 10 лет. Я сейчас не говорю о том, что нужно резко всех там поувольнять. Если человек уволился, так сокращайте должность. Но не набирайте лишних, сделайте мораторий на прием на работу. Пусть те люди, которые работают, они работают. Но и спрашивайте, чем занимаются эти люди. Если сделать мониторинг работ, то есть люди, которые, если у нас, к примеру, никто не приезжает с послов, других, то чем занимаются люди, которые должны их встречать, к примеру. Нет работы у них, поэтому тут Хорошо надо... сказали, чем занимаются... Кстати, вопрос, да? Зададим его, и пусть наши зрители тоже подумают. Очень интересно вы его сформулировали. Чем занимаются люди, которые должны встречать послов? А послы в автономии не едут уже 2 года. Люди, за что вы получаете деньги? Это не только, если говорить вообще, если нет денег на развитие. Это если в бюджете автономии 1,5 миллиарда, но денег на развитие 20 миллионов. Так кто будет осваивать эти 20 миллионов, эти 600 чиновников? То есть, ну, нет такого. У нас, если даже в городе мы расходуем где-то около 10 миллионов лей на заработные платы, это где-то 7% из бюджета. Но мы-то осваиваем, кроме этого, сумму, которая является и 20-30 миллионов лей.
Да. То есть не только содержание детских садов там или другое. Но... Сергей Ильич, вы являетесь председателем Совета регионального развития Гагаузии, и мы помним, когда вас избрали, это было поводом для конфликта, возмущался исполком, почему не Башкан стала председателем агентства этого совета. Как это было всегда. Да, как это было при Ирине Влах. Ну, это говорит о том, что тогда у вас были натянутые отношения с исполкомом. Какие они у вас сейчас? У нас натянулись отношения тогда, когда отказали нам выделить контрибуции на упаковочный двор, отказали от пролин завершить проект, отказали кучу проектов завершить, и как я, как член регионального совета, должен голосовать за ту кандидатуру, которая отказала. А по закону региональный совет избирает. Там могут быть и председатели района какой-то, не обязательно примар Камрата. Могут быть председателями. До этого не возникало вопроса? И примар был, конечно, и до этого не возникало, до этого все проекты проходили. То есть, если вы помните, и Фуджикура, и другие, все, что шло через региональный совет, мы ни один проект практически не пропустили. То есть, он не ушел. А тут куча проектов, которые перешли. Неужели упаковочный двор должен был перейти? Еменевскую никто не выделил. Да, это тоже. лицей, да, мы говорим о том, что лицей. Молдова нарушает законы, вот, ущемляет Гагаузию, а тут согласно закону, закона, который был принят местными депутатами, они говорят, нет, мы не хотим голосовать. Так если вы не хотите, и там не хотят, зачем давать этот прецедент? После этого, когда вы соблюдаете все законы, которые есть в автономии, мы, примары, с той властью, становимся рядом и требуем Молдову. А тут мы страдаем отсюда, что закон не соблюдается, и мы должны при этом стать рядом и требовать, чтобы и там не соблюдались. То есть, так и хочется задать вопрос. Вы встречаетесь с региональной властью? Вот сегодня? Да. Сегодня, вчера, позавчера? Нету как бы смысла встречаться, потому что нет у нас точек соприкосновения? Ну, так если у нас ноль средств в прошлом году были только 2 контрибуции, мы получили их по 800 тысяч на канализацию район Танкой, то 2 суммы, это 1 600 000 всего лишь получили. Кап инвестиций мы не получили, согласно вот этого закона, и других, я не знаю, там, у нас как бы нету не за что встречаться, скажем так. Сергей Ильич, обычно примары говорят о том, что с исполкомом нужно дружить, потому что если дружишь с исполкомом, есть вероятность, что получишь какие-то средства на развитие своего населенного если 20 миллионов вместо 100? Откуда получат средства, если... Не страдает ли Кишинев из-за вашей позиции, Камрат, вернее, из-за вашей позиции, из-за ваших отношений? Как страдает? У них 1,5 миллиарда зарплату получают, хорошенькие, по 20 тысяч, ни о чем не думают, у них нет сел проблем, у них нет в городе проблем. Вы же мне задаете вопросы по дорогам, по честным, а им кто задаст вопросы? Вы очень хорошо подготовлены для того, чтобы отвечать на вопросы. Смотрите, вы сейчас говорите о 20 тысячах леев заработной платы. Это кто? Это члены исполкома? Есть и 10, есть и 20, есть и 6, и 8, неважно кто. Но важно, говорите, чем занимается за эту зарплату. Да, но мы вам хотим сказать, вот, Сергей, чтобы вам было понятно, сюда, в эту студию проекта «Единомышленники» мы не раз приглашали, как минимум, господина Илью Узуна, которому мы хотели бы задать вопросы, которые касаются, да, и развития городов и сел, они касаются и края мечты, в конце концов, потому что это была команда, которая приводила или обещала, или поддерживала край мечты, и что мы не имеем с кем говорить, потому что наше приглашение не принимает господин. Во всяком случае, последний раз он сказал, что он не единомышленник с нами, поэтому нас не на придет. ГРТ вообще не приглашают, ничего страшного. Ничего страшного. А что страшно тогда? Страшно получать зарплату и ничего не делать. И еще и доносить, и говорить с утра до вечера людям, что мы самые хорошие. Мы ничего не делаем, но тот человек, который ничего не делает, у него много времени есть на сплетни, на обман, на ложь. А человек, который занят работой, он же ведь не успевает донести. Вот это страшно. И когда идет дезинформация среди наших жителей, и мне очень неприятно, когда в Фейсбуке меня спрашивают, когда будет наша дорога, когда наша. И ни один не задал вопрос, а когда же будет трамвай в городе. То есть никто не задал вопрос, как бы там кто-то мешает. А кто обещал трамвай? Ну так край мечты обещал, но никто, не важно кто обещал, важно, что люди не спрашивают это. Это в самом деле вот это самое, значит, меня как примара спрашивают, все помнят, что я обещал дороги. Но вы не злитесь, так должно быть, надо помнить, я что согласен, вы обещали, если обещал и работаю, но почему нужно спрашивать только у той лошади, это что тоже тянет? Правда. Значит, ту лошадь, что тянет ее, все бьют, ругают. А вот те, которые спокойно там сидят, спокойно, они еще и герои у нас. У нас сегодня даже выходят на эфир и рассказывают о таких вещах, что чуть ли не они патриоты Гагаузии. Ну как патриот может быть против гагаузского языка в детских садах или родного другого? То есть как патриот сегодня может быть против развития? Да слава богу, хоть улица танкистов сейчас региональная первая дорога начала
уже как бы свет в темном уже мы увидели. Очень надеемся, что на следующий год исполком все-таки поменяет немного риторику расходования и все-таки найдет, изыщет 100 миллионов лей хотя бы уровень 2019 года и перенаправить их на села, на развитие, то есть чтобы был толк от чиновников, а не так просто. Сергей Ильич, как раз вот по поводу края мечты мы хотели вам предложить, прокомментировать вашу цитату. Сегодня в Гагаузии реализуются десятки проектов на деньги ЕС, Румынии, Германии и Турции. И мы хотели вас спросить, почему к этому списку не причислены проекты Шора? Их нет. Что я могу в городе перечислить? Есть первая дорога, которая строится по улице Станкисова, это средства из Дорожного фонда Республики Молдова. Дорожный фонд автономии 30 миллионов лей в год. Бюджет Дорожный фонд Камрада 8 миллионов. Дорог одинаковое количество. Мы строим по 10 километров, а в Гагаузии строят по 3 километра или 4. То есть мы, потому что изыскиваем, кроме 8 миллионов, мы еще изыскиваем, потому что 8 миллионов не хватает на 10 километров. Сергей Ильич, а вы вот с людьми общаетесь в городе. Вы понимаете, что наши люди, жители автономии, ну сейчас говорим о горожанах, они не знают эти цифры? Вот что региональный бюджет получает 30 миллионов дорожного фонда средств, город получает 8, и что делается на эти деньги, что производится на эти деньги. Вот может быть проблема, давайте вот здесь обсудим, может быть проблема в том, что люди не знают, ГРТ не договаривает, потому что ГРТ должно отрапортовать за край мечты, в котором все... ГРТ переговаривает только не в пользу тех, кто работает. Ну хорошо, назовем против это тех, кто работает, и за тех, кто не работает. Вот ГРТ у нас. То есть, за наши налоги 10 миллионов лей. От ГРТ людей это 10 миллионов лей. Да, От 10 миллионов ГРТ люди лей, информации спасибо. не получают, сами депутаты об этом не говорят. Но вы говорите, нельзя сказать, что вас не слышно. ГРТ Вас слышно, но сегодня... люди для того, чтобы люди проанализировали, надо, чтобы они часто слышали, вот здесь так, вот здесь так, вот здесь сделано это, а вот здесь... Если нет вот этой информации, то людям очень сложно разобраться, кто их вводит в заблуждение, кто врет, кто лжет, кто ведет по ложной дорожке и приводит к тем партиям, которые выгодны для тех или иных... Я очень хорошо это понял. Та лошадь, что тянет, то и бьет. Мы должны сейчас строить больше, чем они, и эту информацию доносить до людей тоже мы. Да. То есть, И что вы делаете? и что нам Будете еще ходить сделать? по улицам К и нам объяснять недавно людям? люди приходят, пишет одна жительница, говорит, вы хоть заходили на территорию больницы, вы видели, что там творится? Я пишу, что это не у нас на балансе есть, в исполкоме, то есть они, это не важно, пишет женщина. Я говорю, что 1,5 миллиарда бюджет находится, там у нас 160, мы не осилим это. Если вы захотите, вы найдете, чем делать, но оно находится в городе. Ну, это потому что люди не знают, где чьи полномочия. Бездомного приводят нам в примарию из управления социальной защиты населения из больницы. Это ваш житель, разберитесь с ним. То есть получается, что нам все управления, все, что есть в городе, надо закрыть и всех приводить в Камрад. Но при этом нужно эти 1,5 миллиарда разделить перенаселенным пунктам. И наш бюджет будет, как просят у Республики Молдова, Гагаузия, знаете, как просят? Нас 5%, да. Дайте нам 5% бюджета. А я говорю о том, что нас 20% камрадчан в Гагаузии, дайте нам 20% бюджета. А 20% бюджета это не 150 миллионов лей, а 320. То есть, значит, мы не имеем этих 20%, оттуда они требуют. Но как такое может быть? Оттуда вы требуете 5%, а тут на месте вы еще не дали себе. Очень много у нас в регионе, согласитесь? Как-то оно не клеится. Да, напрашивается вопрос. Нам дайте, но мы не дадим на местный уровень. Напрашивается вопрос. Если сейчас, с учетом того, о чем вы только что говорили, задать следующий вопрос, ваш ответ хочу услышать. Если не будет исполкома, что, ну вот, допустим, да, мы не говорим, что его не должно быть, но вот нет исполкома, что потеряет Камрад? Ничего, наоборот, выиграет. Больше средств останется у нас. Во-первых, подоходный налог, который поступает. Мы, муниципии, Камрад перечисляют бюджет автономии, где собственные доходы формируются 240 миллионов лей. Назад из этих средств мы всего лишь 60-70 расходуем для нашего города. 180 миллионов лей остается в бюджете автономии. Хорошо было бы, если они расходовались на села, на этот, но они куда идут? Они на содержание аппарата, разные социальные программы, то есть это тоже неплохо, социальные программы. И Чадырлунга также где-то 180 миллионов перечисляет, а назад где-то 60. Вот эти средства, они формируют собственные доходы, остальные у нас идут трансферты. Естественно, что мы автономию сегодня, как бы это наша гордость, мы хотим, чтобы автономия была у нас, поэтому мы молчим и закрываем глаза на эти расходы, которые
но это не может продолжаться бесконечно. Все равно это наступит главное. момент, но нельзя же так дорого иметь сегодня автономию. Но это очень дорого, это как минимум 300 миллионов лей ежегодно. Это Которые за то, что уходят. мы имеем автономию. Вот 300 миллионов лей. Районная администрация расходует на эти вещи 50 миллионов. Тоже количество жителей находится. А тут 300 миллионов. я Это хотела слишком сказать- дорого. Я думаю, что автономия должна быть. Должна быть, чтобы и толк был. Мы должны язык родной знать, и много чего мы должны изучать. Вот, в том, не просто так дано. Но расходы должны быть не 300 миллионов на содержание чиновничьего аппарата, а максимум 100. Если мы говорим, 200 Сергей должны идти Ильич, на развитие автономии. о исполкоме, давайте обговорим и вот этот момент. Вы наверняка помните историю, когда Илья Узун сказал о том, что исполком принял решение наградить Евгению Гуцул высшим орденом Гагаузии. И после этого сразу же выступил Александр Григорьевич Тарнавский, который сказал о том, что исполком не имеет права принимать такие решения. Такое решение может принять только Народное собрание Гагаузии. Прокомментировал очень компетентно, профессионально эту ситуацию юрист Владимир Чемпаеш. И вот он написал следующее: «Как облажаться и не краснеть? Рецепт от исполкома Гагаузии». 18 июля на заседании исполкома Гагаузии исполняющий обязанности Башкан торжественно объявил, что Башкан Гуцул награждена орденом Гагаузии. Даже орден показал. Через 1,5 месяца пришло позднее понимание, что закон о наградах Гагаузии дает право награждать Башкана только посредством постановления Народного собрания Гагаузии. Пиар исполкома с награждением Гуцул был преждевременным. Просто до 18 июля в исполкоме Гагаузии закон о наградах не читали. Прочитали закон после того, как об этом сказал Александр Тарнавский. Да, позже, по-моему, они голосовали. И потом мы видим, недавно, да. как Народное собрание Гагаузии прикрывает вот эти промахи исполнительного комитета и заслушивает этот вопрос на заседании НСГ, принимает решение, что все-таки Евгению Гуцул нужно наградить. Как вы считаете, вот это кумовство, можно сказать, исполнительного комитета и Народного собрания Гагаузии, к чему может привести наш регион? Оно уже привело. Сращивание У исполкома. нас полное на ровном месте огромное количество проблем с властями страны. Хотя я с первого, как пришли во власть, в 23-м году новый Башкан, как бы все вроде бы защитили тогда, сказали, что выборы были. Хотя они были тогда как бы не совсем прозрачно, но неважно. Суд утвердил, мы всегда ссылаемся на решение суда. Мы все, и примары, я в том числе, даже в первый год даже поздравили жителей рядом с Башканом. Но когда я видел сзади Илан Миронович выступает, я чуть под землю не провалился, это был первый раз. То есть в нашей истории я себя никогда не относил к, тем более были оппонентами моими на выборах. И, как с Башканом я хотел, чтобы мы все-таки после этого проводят День города. Я на свой День города, который провожу, приглашаю Башкана на сцену, даже цветы вручил. Они также проводят в Высшей Церкви День города, меня даже не приглашают примара Камрата. И вот таких моментов было много, но последнее было, когда отказали выделить контрибуции. Когда отказали выделить контрибуции, при этом обещали 7 тысяч рабочих мест, я понял, что тут цель этой власти не развитие, а цель конфронтация, и как в других регионах. И цель совершенно иная. Это я понял, поэтому мы, многие депутаты, и Тарнавский, и социалисты тогда, кстати, очень активно. Тогда и а сейчас уже молчат. Да, уже молчат. социалисты. Я как его активно вышел по этим цифрам, если я сам взял и изучил, ущемляет ли нас Молдова все-таки. И когда я пришел к выводу по цифрам, которые прошел, я понял, что Гагаузия нас ущемляет, местные органы власти, а Молдова никак не ущемляет Гагаузию. То есть по цифрам, по средствам говорят полномочия. Так у нас и когда отстранили Кройтера, партия, которая отстранила Кройтера, какой же процент у нее был на... Вы хотите спросить сначала, как она называлась, эта партия? Партия какая у нас была? Коммунистическая, по-моему, да? Ну да. Да. И какой же процент Гагаузу дали за то, что отстранили Кройтера? 95, Нет, 95 не было, но процентов 70 было, да. И все-таки, позже было. А, это в каком-то населенном пункте было столько? В одном из населенных пунктов? Ну, в одном, конечно, да. 95%. И никто не посмотрел, что отстранили нашего гагаузского лидера, никаких проблем нет. Но вот все-таки, а сегодня, я, честно говоря, не вижу даже причины вот этих всех. Это вот как-то на ровном месте все делается, все раскачивается. Вот это. Ну, это видно, невооруженным взглядом это видно. Деньги-то, средства поступают.
трансферты поступают, дети в школах получают, родители получают заработные платы, программы все. Я не знаю, что в Гагаузии изменилось. А подождите. Да ничего не изменилось по сравнению даже с 2010 годом, всегда ничего Сергей не Ильич, вот слушаем вас, и не в первый раз вы об этом говорите. А что, только мэрия Камрата получает средства, а голосов других мэров не слышно вовсе? Это их как бы... Ну, есть еще, может быть, один-два примара, которые говорят о том, что... Я слышал, и Чекмадан выступал, и Кангащин, ну, ряд примаров как бы выступают, но они еще как бы пройдут первый свой мандат. Вы заговорили о том, и что Анатолий Афанасьевич, кстати, он часто выступает и говорит об этом. Ну, в последнее время его меньше слышно, но не, почему? Да, он довольно тоже часто молодец, он в этом плане подтверждал, очень, что да, город он всегда, получает. по крайней мере, мы с ним хоть два города как-то находим общие языки. А с Вулканештой вы не находите? Нет, тоже находим. Да. Да. Ну, вы же помните, да, проблема с флагом была. Кто выступил в защиту Примара? Защитили, да. Я защитил первый, и Примара защитили, это наш коллега. Вот тогда мы вышли, я даже понял тогда с посыла некоторых патриотов о том, что мы должны иметь европейский флаг рядом с гагаузским. Я так лично понял. Потому что когда в университете не оказалось гагаузского флага в университете рядом с европейским, все кричали, где гагаузский флаг рядом с европейским. Я так понял, что европейский, гагаузский и молдавский флаг должны быть рядом. То есть такой посыл. Хотя у меня при Марии гагаузский и молдавский флаг. То есть у меня нету третьего флага. Но такие были наезды тогда. По их наездам было понятно, что якобы они хотят. Думаю, что с ними случилось. Вроде бы против Европы шли все время, а тут хотят, чтобы мы гагаузский установили рядом с европейским флагом. Говорю, ну установим вместе надо. Люди думают, что вы иронизируете. Как будто такого не может быть вот так вот. Скажите, да, время для глотка чая, потому что нам по времени уже нужно подойти к рубрике. Люди говорят, что, и наши короткие вопросы для вас, Сергей Ильич, подготовьтесь. Друзья, вы оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки. Да, мы вам признательны за это, потому что это помогает продвигать наш проект. И оставайтесь с нами. Продолжаем. Люди говорят, что... Люди говорят, что у мэра Камрата куча замов. А что толку? У мэра Камрата ровно столько замов, сколько было в 2010 году и всегда. Толк есть. Ежегодно строится город, ежегодно привлекаются огромные средства, инвестиции из Республики Молдова, Европейского Союза. У нас есть собственные доходы для развития. Из бюджета 150 миллионов лей у нас 20% уходит на развитие города. Для сравнения, из бюджета 1,5 миллиарда лей уходит ровно 1-2% для развития Гагаузии. То есть в 10 раз больше средств мы можем расходовать для развития нашего города, чем власть автономии. Толк, значит, есть. Люди говорят, что Камрат все еще без большого парка для прогулок и отдыха. Да, завершим основные работы, но мы параллельно не стоим на месте, мы обязательно проектируем парк. Это при въезде со стороны Кирсова. С правой стороны у нас огромные площади, больше 10 гектаров. Там уже почти готовый проект на парк. Также зона, где будет спортивный комплекс, это улица Галацана и вниз. Там тоже проектируем эти последующие проекты, которые будут реализовываться. Но первый проект, который мы делали, еще раз говорю жителям, что самые основные по опросу жителей не так, как я хотел. Жители говорили, что первая проблема у них канализация, дороги, то есть дороги и канализация. Это мы делаем в первую очередь. Объять необъятное невозможно, и за 10 лет невозможно сделать то, что не сделано десятилетиями. Люди говорят, что ни один примар Камрата не был заинтересован в генплане города. У вас есть генплан? У нас есть в 2020 году есть генплан города. И очень плохо, что в 2020, а не хотя бы в 90-м году. Генплан города должен быть тогда, когда ничего не продано в центре города. Но когда все продано в центре города, и потом еще и примара Камрата обвиняет, что здание появилось рядом с Домом культуры, на том участке, который продали до меня. А как я, как примар, могу не дать разрешение? А в том генплане, который появился в 2020 году, этот дом стоял многоэтажный возле Дома культуры? В том генплане было до утверждения были публичные слушания сделаны, как закон гласит, и было решение совета, строить тот дом или не строить. Поэтому мы соблюли все процедуры, которые гласит закон. Если я не выдал бы
У нас, кстати, архитектор тоже у нас сегодня привлечен, то, наверное, я тоже был бы привлечен после этих всех процедур. Примар Камрата не хочет подписывать градостроительный. Это называется пассивная коррупция. А в первую очередь нельзя было продавать земли в центре города. Их нужно было оставать для амфитеатра, для театра. То есть в центральной части города такие земельные участки не продаются. Ну и кроме этого, на этом земельном участке должен был быть зимний спортивный сад, кафе. Тогда люди тоже были против этого проекта. Если вы помните, даже закопали эту яму. Тогда был Георгий Дмитриевич Табунщик Башканом и сказали, что такой проект нам не нужен. А если такой проект, трехэтажное здание, которое был бы очень красивым для города, в центре, дети ходили бы, не нужен, значит появилось здание 10-этажное, которое, я тоже считаю, что как бы в центре города, может быть, ему не было места. Но люди покупали земельные участки, расходовали большие средства. И если мы запретили бы там что-то строить, то у нас не появилось бы в этом году еще 10 зданий в городе. Когда Приморье начинает запрещать, люди туда не идут. Они не хотят связываться с этой бюрократией. У нас в городе одновременно строится от 6 до 10 зданий. Это впервые за всю историю нашего города такое количество. Люди говорят, что обыски, задержания озадачивают их, а вас? Вот, естественно, что озадачивает. У меня есть работа уже, я принимаю меры после всего. Относительно архитектора мы взяли другого человека, потому что у нас, во-первых, в Приморье не такие высокие заработные платы, чтобы мы могли всегда удержать тех специалистов, которые мы хотим. У нас 2 архитектора. Был Максим у нас, уехал в Москву, там работает человек, был, очень хорошо исправлялся. Потом Федор был у нас тоже архитектором, тоже уехал. Сейчас он вот вернулся, сейчас он исполняет обязанности. Как бы и все. Сейчас мы уже чуть выше зарплаты, имеем больше возможностей. Ну, на 5-6 тысяч такого специалиста невозможно было удержать в Приморье. Вопрос был о том, задачивают ли вас задержание. И мы совсем упустили, задержание но у вас... архитектор тоже. Потом я с него начал и продолжаю дальше. Да. И озадачили мне задержание и касаемо социальных работников, социальной нашей сферы, потому что, припомню свои выборы, все, которые по домам голосовали, не голосовали, все против меня. Туда, куда ходят наши социальные ассистенты. То есть, как бы, поэтому меня озадачивает, и мы обязательно примем меры и исправим эту ситуацию. А должны ли это озадачивать жителей региона? Жителей должно озадачивать, если примар не примет мер. Вот тогда должно озадачивать, Сергей когда Ильич, оно идет. Если мы не работали, у нас бы ничего как бы не случалось бы. Просто так, чуточку да. Получается так, что вы говорите, отвечая на наши вопросы, вот это мы делаем, дороги делаем. Ну, собственно говоря, это и видно, то, что вы перечисляете. Но с другой стороны, задерживают одного, второго, а вы мэр. Что-то не так в царстве вашем. Для чего у нас правоохранительные органы? Хорошо, что они работают. Они помогают вам понять, что в вашей команде не все гладко. Ну, конечно, да. У нас как бы в стране 60 задержаний, 60 точек. Сегодня еще 40. 40 еще. То есть по стране 100 таких случаев. А вы хотите у вас сказать только 2? У нас очень много для... Вы же все в цифры переводите. Ну, вроде бы многие меня обвиняют, что я в партии ПАС, но смотрю, задержание что-то очень часто у нас как-то не клеится, что вроде бы у нас офис вроде Приморье партии ПАС, если вы помните, Добров Леонид. Да. Добров Леонид же, он сказал, информация. что в Приморье Камрат открыт офис партии ПАС. Анастасов его возглавил. Что-то не клеится никак, я не думаю, что... Сергей Ильич, люди говорят, что Гагаузия давно под внешним управлением. Что скажете? Ну, естественно, если голосуют по СМС-кам, это не люди говорят, это Кальчу, бывший экс-депутат, если вы помните, на последнем 23-м. Да, Георгий Калчу сказал, но невозможно, чтобы голосовали по СМС-кам. Ну, чувствуется, что это, я надеюсь, что это уже пройдет, потому что там, я знаю, тоже возникли кое-какие проблемы, и сами депутаты это уже, как бы, многие из них осознали эту вещь. И вижу, что их взгляды, многие вещи меняются в этом плане. Очень надеюсь на почему? Это. Потому что так работают правоохранительные органы? Может быть, в том числе работают, но еще есть и выборы перед следующие. И не все есть в тех списках извне. В списках извне не все есть. Им многим не нравится это, что их там нет. Поэтому, наверное, это причина, что выборы у нас на февраль месяц, не сейчас. Вы про выборы в Народное собрание Гагаузии? Да, они сейчас должны быть. Но, в принципе, если даже тогда у нас выборы дошли вместе с башканскими. То есть это было нормально, потому что слишком много выборов у нас. У нас это не успеваешь начинать работать,
И тут у нас опять выборы. Буквально недавно были президентские, перед этим были местные выборы. Сейчас у нас депутаты Народного собрания. Это тут чтобы избиратели в тонусе были всегда. Да, и мне когда говорят, вы работаете только, мол, перед выборами. Так у нас каждый год выборы. Значит, мы каждый год работаем. Человек тоже правильно говорит, что вы работаете только перед выборами. Значит, каждый год мы работаем хорошо. Да, Оценивать нашу работу хорошо, значит. Последний вопрос в этой рубрике. Люди говорят, что сегодня выбор избирателей определяют деньги. Ну, последние выборы показали, что выбор избирателей определяли деньги. Вот только камрадчане не все. У нас в Камрате процент был довольно большая разница, и деньги ничего не определили. Все-таки в городах, думаю, что ситуация немного другая. В городах люди смотрят на реальные дела, они не очень слушают, что кто говорит, кто обещает что-то. Они умеют анализировать. Ну, в селах тоже, как бы люди уже в любом случае, думаю, это прошло, когда определяли деньги. На этих выборах деньги определять ничего не будут. Потому что, во-первых, и работают структуры, они до сих пор не работали, это однозначно. Может быть, но на местных выборах они работали, но не так активно. То есть, потому что я помню прекрасно, как свои выборы, как они прошли. Очень сложно, особенно в 2023 году. Есть районы, где практически мы, наверное, построили, то есть было вложено десятки миллионов лей. А получилось, что даже если на одной дороге мы построим канализацию, водопровод, то на каждый из домовладений мы должны потратить почти 100 тысяч лей. То есть это стоит там 6 домов, а участок 300 метров. Вот представьте себе, сколько стоит 300 метров. Это 400-500 тысяч лей. А раздать на 6 домов сколько нужно, чтобы за вас проголосовали или за нас? Я не знаю, ну, я не этим знаю. не занимаюсь. Я думаю, что 5-6 тысяч лей это еще и фотографии принесут. Поэтому расходовать 600 тысяч или 30 тысяч. Но расходовать 600 тысяч из бюджета, это одно. А если не расходовать... А расходовать то, что вам передали через какие-то карточки, а еще сидит не дядя в Москве так, и говорит... Не совсем так. Надо не строить дороги, надо не строить то другое, надо эти деньги все аккумулировать 24 года, с ними идти на выборы. Что у нас, знаете, как говорят часто люди, если строят, значит там что-то нечисто. А вот если не строят, это чисто. То мы все платим налоги, там все хорошо. Говорят, нам десятки лет никто ничего не построил, но там было все хорошо. А вот пришел строить, значит, там нечисто, оттуда там что-то. Вы иронизируете или Ну, это... не иронизирую, но так люди говорят. Вы продолжаете нашу рубрику. Да, новые выражения, которые у нас говорят, благодарить чиновника, который построил дорогу, это равносильно банкомат, который то есть за твою карточку выделяет хорошо тогда, когда в банкомат положили средства, карточка вам ничего не выделяет. И годами, то есть не нужно благодарить. То есть, тут по-разному трактуют те, которые обычно ничего не строят. Какая-то такая философия, мало безнадежная чуть-чуть. Безнадежно, 100%. Нужно по делам судить и все. Абсолютно. Давайте перейдем ко второй части нашего выпуска и вернемся. Хочу, во всяком случае, вернуться к поездке в США. С этого Лена Федоровна начинала этот выпуск, этот вопрос задавала. Но мне хочется попросить вас рассказать о том, очень коротко, что вы видели, и что вы видели, как это касалось избирательной коррупции, и что действенного делается в США тогда, когда коррупция имеет место быть, и как на коррупцию смотрят избиратели, и как карается законом Америки. Потому что у нас сейчас, мы видим, да, в последнее время наши патриоты, в кавычках назовем, то они критиковали всех, что почему вы используете фонд USAID и на их деньги реализовываете какие-то проекты, это ужасно. Хотя очень много проектов реализовано в нашей стране и в Гагаузии на эти деньги. Посольство Америки реализовывало очень много проектов в наших школах, садах и так далее, и в Гагаузии. А временами любят Америку, временами не любят. Трампа любим. Вот как там у Трампа, на родине у Трампа и в той Америке, где Трамп, как там борется с избирательной коррупцией? Да, в Америке все хорошо, намного лучше, чем в многих других странах, если все начинается с избирательной системы. Избирательная система вся сложно. Электронная, практически она уходит сразу информация автоматами. Если один человек проголосовал, вы уже видите процент, который, то есть, высвечивается для общего. И там никто даже не думает о том, что можно за деньги проголосовать.
об этом даже такого понимания нет. То есть, когда задаем вопрос, они так на нас смотрят, это возможно разве? Ну, это Ну, же как хочу бы, да. так посмотреть, а вы Да. скажите, почему это Да, у них так почему очень работает, жесткие да? законы, это однозначно, вплоть до, я не знаю, там огромные штрафы. Но кроме этого, у них даже работа в Совете, есть депутаты, если они даже не имеют права друг с другом общаться без камер. То есть, если вы два депутата, и вы находитесь где-то отдельно от общественности друг от друга, то вас за это могут отстранить вообще от этой работы. То есть, если он твердо не могу сидеть Нет, конечно, в вы кафе должны, и как два пообщаться? публичных лица, должны только под камеру, либо для общественности. Вы не имеете права. В Америке такой закон. Советники. То есть там нельзя 5 советников или с примаром вместе собрались и вот мы думаем, как завтра будем на совете себя вести. Это запрещено. Вы можете собраться, но там должна быть общественность. А мы можем выехать Потому на что вы- пикник и вместе там решить, как нам завтра Нет, голосовать не на имеете заседании? права ни на пикнике быть вместе. Почему наши выезжали, Только можем. наши все выезжают, да. И не только Да, на и пикник. если есть в Америке уровень власти, местная власть, у нее есть сфера ответственности. Есть районная администрация, я даже думал, что у них нет, но у них есть районная администрация. Там 5 депутатов, правда, всего районной администрации, но у нее есть огромное количество ответственности, то есть в том числе и бродячие, вот другие ответственности, много есть. Есть федеральные чиновники, есть тоже сфера ответственности, начиная с переработки мусора, начиная со всех этих на их ответственность. То есть у них четко распределено нагрузка. Так я поняла, чего вам Да. Америка понравилась. Вы хотите все полномочия передать, Нет, я хочу, а вы чтобы будете люди, мэром. получая зарплату, за что-то получали. Но невозможно получать это да. зарплаты и ни за что не отвечать. Это очень хорошо и легко. То есть Сергей Ильич, вы за сказали- что-то. Пусть работает, пусть даже остается районная администрация. Но надо его загрузить. Пусть будет культура, пусть это будет. Но То есть, не еще, вопрос. еще один просто, Да. ну почему люди не берут деньги или не готовы брать деньги за участие в выборах на голосование? Все только из-за жесткого закона. И уже жесткий закон привел к высокому сознанию людей. То есть они об этом даже не думают, потому что у них это в сознании нет. Как я могу взять деньги на выборах? Это унижение, в первую очередь, меня как личности, меня покупают. Я же не товар. Вот как они это трактуют в Америке. То есть у нас чуть хуже люди живут, и как бы многие вынуждены, то есть как бы жить на эти средства, но я считаю, это все в любом случае неправильно, потому что это последствия, как я вам привел пример. Либо ты получаешь 5000 лей на семью, либо ты получаешь за 400 тысяч дорогу на улицу, которую ты будешь ходить каждый день, там будут все условия, твои дети останутся в итоге. Ну, вы получите 5000, дороги не будет, Люди инфраструктуры выбирают не будет, 5000, и потом- ваших детей тоже с вами рядом не будет. Они будут там, где есть дороги, это либо в Европе, либо в хороших городах в России, то есть неважно где, но они с вами рядом не будут. И вы теряете намного больше, нежели эти средства. Ну и давайте добавим, люди, выбирая 5000 лей, ну вы такую сумму назвали, да, мы не знаем, кому ж сколько там предлагают, я но так, если даже грубо так сказал, условно, да, да, условно, так, да. На семью, 5000, может быть, да, может, то больше. люди, выбирая это, они должны знать, что обязательно правоохранительные органы могут заняться этой историей избирательной коррупции, будет протокол и будут соответствующие наказания. Потому что Конечно. если мы хотим строить демократическое общество, то мы должны все понимать, что избирательной коррупции надо сказать нет. Громко, тихо, но Вы нет. сказали о том, что очень высокие штрафы в Соединенных Штатах Америки за И не только электоральный штрафы, там. подкуп. что Но еще? мы видим, что у нас Отстранение, и сроки и так далее. Мы Там видим, за что у это, нас да. штрафы тоже очень повысились, но все Когда? равно, ну, в последнее Последний время, месяц, два, последний месяц, да, но несмотря на это, люди по-прежнему участвуют в и каких-то митингах если за 20 определенную плату. Есть, у нас вообще вот эта определенная коррупция она начала по чуть-чуть после 2000-х годов. Вот, после 10-го. Нарастать имеете в виду? Она нарастает. Каждым годом все больше. И тут людей даже обвинять не надо ни в чем. Это упущение тех властей, которые были, упущение всего общества. Это стало нормой. И многих людей как бы даже очень сложно обвинить, как это 25 лет было так, а тут за 2 месяца вы хотите поменять все. Ну, такого не бывает. Но если послушать к этому политиков, довели. К этому Сергей довели, к Ильич, этой ситуации. Если да. послушать политиков, Да. которые и тогда, 20 лет назад, были у власти, и сейчас еще у власти еще раз хотят, Да, но тогда не было таких законов, как сегодня. Да. Где вы были 400 тысяч лей штраф юридическому лицу? Это и срок еще есть. Когда вы ввели такой закон? 1000 лей штраф был. То за 1000 лей семья получила 5, заплатила 1000 штраф. Или вообще никто то не есть логика какая? Чем больше штрафы, чем больше тем порядка, конечно. больше Ну, порядка. естественно, страха больше. И поэтому это сейчас впервые вот это закон ужесточился.
Ну, последние полгода, а когда до этого было? До этого всегда открыто раздавали все продукты нормально, никого не снимали или там что-то делали. Я помню 2016 год, 16-й, 10-й, 12-й, оно голосовали. понемножку нарастет, но то, что было, к примеру, в 23-м году, это было уже, я не знаю, наверное, это очень масштабно было, широко, там уже... И все это да, привел да. в нашу жизнь Шор. Не только до него это все было. Да, До но него 23-й год, он который нарастил, вы называете, да, это да, пик. да, пик, конечно, да. Это был самый пик. Да. Да, и люди как в чем обвинить людей, если это было разрешено десятилетиями. Это Сергей нормально, Ильич. порядке вещей. Человек взял средства, прошел хорошо, в Камрате брали, но не голосовали за тех, кто давал. Это умные люди. Они не голосовали, поэтому практически всем дали. Они не Шор голосовали. отличился тем, что назвался схемой, кто-то называет это сектой Шора, и жесткий контроль установил, кто кого приводит, кто как голосует, Ну да, кто как она отчитывается, всегда кто была. сколько берет. Ну и вот эта схема и В дала 15-м какие-то тоже свои было, и в этих результаты. годах тоже были, но меньше суммы были. Когда не Да. было этих Мы сегодня средств, да. несколько раз говорили о том, Да. что вы уже третий раз являетесь примаром муниципия Камрат. Если мы вспомним немножечко в историю, заглянем, в 2015 году вы баллотировались от, Усатого. да, от Сначала партии Рената Усатова. в регистрировался 2015. сначала независимым кандидатом, потом поступило предложение от Ага, вы, да, Усатова. Я тогда политически, честно говоря, особо никогда, но пошли нормально. Ну, в 2019 от партии социалистов, потому вот что уже... Ренат Усатый мне не предложил, он летом приехал, и он мне не предложил как бы А что вы ждали, баллотироваться. чтобы он вам дважды предложил? Один раз вы уже были от его партии? Я не то что ждал, в любом случае, мы же как-то работали, я не поменял свою партию за 4 года. Хотя, знаете, как тяжело было нам быть от партии, наша партия, и работать. У нас один раз в Адлуйводах собрали всех примаров и спросили, у кого есть уголовные дела. И все наша партия, все подняли руки, у всех есть несколько. А ни один из ДПМ не поднял. Хотя у нас на всех уголовных дела, вы же не помните, как моего сына арестовали, как других, какие адские, то есть, времена мы прошли. И поэтому вы пошли с социалистами. У них было проще. Не у них проще. без У нас в уголовных 2019 дел. году у нас был абсолютный рейтинг, и нам без разницы было, с кем пойти тогда. И Топал, А вы могли Анатолий, остаться и Камрадский независимым примар. кандидатом тогда? Мы могли остаться, нам нужен был совет, потому что у нас была проблема с советом с 15 Мы пошли только из-за того, что больше советников было, то есть в самой примарии. Ну А и в этот раз в 2023-м? третьем независимым пошел, потому что я, честно говоря, даже не планировал ни с кем пойти. Сергей Ильич, если вы Да. вспомните наш разговор в 2015 году, тогда, Да. когда Гагауз Медиа только учредилась Да. и стала работать, мы с вами также в студии «Свободного взгляда», тогда «Свободного взгляда», Перед выборами мы с беседовали вами перед были. Да, выборами, конечно, и я да. задала вам вопрос, вы уже было объявили, что вы представляете партию Рената Усатова, и я спросила, но вы же самодостаточный человек, который занимается бизнесом и делает это довольно успешно, зачем вам нужно идти от партии независимым кандидатом? В 2023 году вы пошли независимым кандидатом. Ну, дошло через себя, признаю. Это такое маленькое Ну, отступление. Как бы Идем- я не вижу ничего идемте плохого, дальше. то, что Ничего я плохого, это именно- просто ваш путь, вы Нет, его с Ренатом таким Усатовым в выбрали. любом случае у нас как бы сохранились отношения, нормально, я уважительно отношусь, сейчас потому вы будете что в те поддерживать времена Рената как бы Усатова? это было сложновато в любом случае, то, что я пошел. Ну, в 2015 году я не жалею. Как бы А нормально, сейчас да. вы поддержали Нет, бы нет. Рената Усатова, если он к вам подойдет? Ну, я уже независимый, не хочу никого поддерживать, не вмешиваться А вы в же не процесс, участвуете да. в этих выборах, а он участвует, его партия. Если подойдет, мы в любом случае, главное, чтобы это было открыто, нормально, не... Но как только вы всяких, решите, да. мы вас пригласим в эту Хорошо. студию, будем говорить уже. А Не в проблема. Гагаузии все-таки предвидели, что вы будете в списках партии ПАС. Вас не просили? Ну, они сказали, что я открыл и офис, и у меня плиточный завод, и у нас любят выдумывать сказки. Но ожидали увидеть вас в списках ПАС. Да, да. Если, Вам не если предложили? самое интересное у нас, если мы сотрудничаем с властями страны, мы с ними не ругаемся, значит, многие наши псевдопатриоты хотят, чтобы мы именно поругались. Вот, живя в одной стране, почему вы встретились с властями нашей страны? Значит, вы в ПАС. Значит, в Израиле встречаться можно было, а в своей родной Жесткая стране логика. вытаскиваешь паспорт Молдовы, я гражданин Молдовы, я не могу встретиться. Или равносильно, так я встречался и с Башканом, я никогда не отказывался, даже Башканом от партии ШОР, или откуда я встречался, я не отказывался, да Башкан, мы никогда не отказывались, ни примарский корпус, мы всегда приглашали, несмотря ни на что, и как я могу не встречаться Сергей Ильич, как с вы властями думаете? страны во благо нашего города, а как мне еще работать?
Тут автономия отрезали весь финансовый путь для Камрата, ноль, все. Там единственное, там пару этих для контрибуции выделил, и на этом все. Но я при этом должен отрезаться и оттуда. Ну почему? Смею предположить, если бы вы, допустим, очень сильно подружились бы с Народным собранием Гагаузии, лично с Константиновым и там с исполкомом, с Ильей Узун еще, не знаю, даже невзирая на то, что вам не дают городу деньги как инвестиции, то если бы вы их поддержали, то вы также ходили бы на митинги протестов. Вам, возможно, тоже предложили бы что-то сказать в этот громкоговоритель, как он называется. Я всегда могу отличить одно от другого и ходить на митингах против чего. Если мы пришли развивать автономию, то я могу ходить на митингах, выступая за строительство дороги по улице танкистов, за региональную дорогу. Вот там я буду вместе с ними рядом, буду закрывать дорогу. Вот как это было, кстати, в 2015-2016 году. Если вы помните, я тогда всегда очень благодарен за то время. Иван Васара был, Михаил Лах. Они тогда вышли, очень помогли нам именно в объездной дороге вот этой. А потом Шорт вышли прямо с нами вместе с этими, то есть было нормально. Так я тоже могу пойти, если речь идет о упаковочном дворе. Почему не выделяются средства? Это же рабочие места. Вы меня там увидите рядом с ними. Если речь пойдет о том, чтобы открыть рабочие места, а построить что-то. А вы знаете, почему вам не выделили эти места? Ну вот есть же какой-то ответ. Они никому не выделили. Ну где-то там. Ну, с 20 миллионов лей или там с 30, кому можно что-то выделить. Ладно, они даже не приняли это решение, чтобы у них этой цели не было. Оставим Народное собрание Цели не было, причем это здесь, да. Но я надеюсь, что уже вот первый проект уже есть, надеюсь, что все равно Колай Гильсен, что называется. Да, Народное собрание, исполком все-таки начнут работать, меньше будет этих всяких митингов, не знаю, что, но мы все-таки вместе начнем работать во благо наших жителей. Будем надеяться, что так и будет. Работа наша останется на века, долго, на десятилетия. Вот это все, что мы сегодня говорим в рупор, оно улетит, как и воздух. Вот. Как вы думаете, как и почему, может быть, в списках ПАС есть Мария Акбаш? Ну, ее взгляды проевропейские, она знает, что эта партия очень много сделала для многих предприятий. О ее проевропейских взглядах никто в Гагаузии не знает. По крайней мере, я знаю, что само предприятие сегодня работает благодаря тем европейским грантам. И не только это предприятие. Я знаю, что десятки предприятий в Гагаузии, они все работают успешно благодаря тем же средствам, которые поступили для их развития. Гранты, конечно, очень многие. Я знаю, что, опять же, тут никто не выбирал, что это гагаузский регион или не гагаузский. В любом случае они поступали. Но не афишируют особо, что Мария построили свой бизнес. Помню, нет, я не говорю про Марию Акбаш, я говорю про те другие предприятия, о которых вы говорите. Анна Статова, вы об Анне Статовой говорите, тоже, да. Она очень открыто говорит о том, что... знаете, у нас, если кто-то начинает, даже мы начинаем афишировать, наш все равно Европа опять, то есть начинается вот этот, то есть, с одной стороны, меня спрашивают, как примара, когда будет наша дорога, когда будет наш сети, а с другой стороны, а что ты поехал туда, то есть между молотом и наковальней? Ты нам дорогу построй, но не говорите кто-то. Но я так не могу, если построить мне дорогу кто-то, я обязательно об этом скажу. А давайте попробуем разобраться, а почему люди хотят, чтобы дороги строились, и чтобы ни в коем случае не говорили о том, что это на европейские деньги? Ну, даже не только европейские, это средства из Республики Молдова. Из бюджета нашей страны. Но это всех приятно радует, когда слышим, что в Гагаузии что-то делается на средства бюджета. Мне вообще но раздражает тогда, удивил тот момент, когда ряд наших аксакалов, один даже занимался всю жизнь дорожным ремонтом, даже у меня примари работал 7 лет назад, и он вышел по относительно... Борис Новак? Нет, не он, а другой, забыл его как фамилия, но вышел по относительно объездной дороге, говорит, эта дорога зачем нам? Она в любом случае ее построили бы, это же тяжелее, что едет транспорт, позабыв о том, что мы закрывали дорогу по улице Котовского, Московского, потому что эти все фуры каждые 2 минуты проезжали оттуда. То есть об этом человек вообще забыл. И такое ощущение, что объездной дороги нет только в Камрате. То есть в других городах, еще 30 городах объездная дорога есть, а вот в Камрате единственная объездная дорога, которую в любом случае нужно было построить. Так если ее нужно было в любом случае построить, то мы же имели бы эту дорогу в 2000 году. Сергей Ильич, как вы думаете, ваш ответ на вот такой вопрос? Многие годы подряд, еще с 2014-2015 года, активно стали реализовываться миллионные проекты в Гагаузии из европейских фондов.
Люди все это видят, конечно, пользуются благами, созданными на эти проекты. Но как вы думаете, почему за столько лет, это же уже больше 10 лет, ну 10 лет берем, да, так активно Гагаузия развивается? 17-18 года где-то, да. 8 лет активно. В 2014-м заговорили о первом 5-миллионном проекте, потом в 2016-м... заговорили, да, 10 лет назад, правильно, да. Да, около 10 лет в С Гагаузии 2010 года вообще европейский. первый проект крупный, который самый пришел, это в Чадмунский район, это канализационная сеть. Да. Вот, самый был правильный проект. И Ну, сегодня то есть- очень легко работать в самом городе. Поэтому, когда едешь, это то, что должно было быть сделано и в Камрате в те же каждом времена. городе. Ну, тогда не могли найти общий язык местные Опять же с органы Башканом. власти. Да, да. Опять, Ясно. и Камрат как бы не построил. Нам сегодня это нужно строить частями. Вот. Ну, смотрите, Да. мой вопрос был к чему, что Да. больше 10 лет в Гагаузии реализовываются какие-то проекты крупные, большие. Их невозможно не заметить, все их знают. Очень много Ну, жителей конечно, уже да. стали пользоваться благами тех проектов, которые создавались. Но почему же все-таки, вы же живете и общаетесь с жителями в городе, да? Почему люди настолько, и референдум последний показал, что Гагаузия не выступает за европейский вектор развития страны? Как вы это объясняете для себя? Просто объясню, потому что у нас, во-первых, Молдова по свободе слова находится на 35-м месте из 180 стран. И это место не должно быть 35-м, должно быть 60-м хотя бы, потому что у нас судебная система находится на 90-м месте. Она отпустилась с 150 места до, ну как оно может быть, оно должно быть рядом идти, потому что слишком много позволено обманывать в эфире. Даже недавно один из советников выступил о том, что примар Камрата против русского языка, где я вообще даже слова не сказал, вы свидетелями. За это что должно было быть этому человеку, который националистическую, межнациональную рознь то есть заносит? Ну, у нас свобода слова, у нас 35-е же место. То есть, и это место, оно позволяет средствам массовой информации работать на оценку 10, те, которые против. И на 6 баллов я оцениваю работу 6 баллов работают те средства массовой информации, которые должны показывать эти проекты, должны об этом говорить. То есть люди должны сами сделать вывод, но кто-то же должен им об этом говорить. И им позволено все и обманывать, и говорить все, что угодно. Это не должно быть в любой стране. Есть ответственность за высказанное. И ты не можешь обманывать сегодня. Если я вам сегодня говорю о том, что мы получили 1,5 миллиарда лей, город Камрат, за вот эти последние 10 лет, то я должен этими цифрами вам показать, какие, где они. Я не могу сегодня обманывать общественность, что мы получили эти деньги, а их вообще нет. Но это не должно быть. Ответственность за каждое слово – это есть демократия. Демократия у нас нужно много защищать свободы? закон. У нас очень много свободы. Может быть, знаете, у нас вот просто вообще ответственности какой-то не Ответственности хватает? нет за то, что За мы творим. лживые какие-то Конечно, высказывания как и можно так обманывать далее. с утра до вечера и безнаказанно? Вот Продолжение. буквально недавно вы видели, в ТикТоке убрали 500 левых аккаунтов. И вот после этого зайдите на посты, которые мы делали вот по примарии Камрат, у нас нет ни одного негативного комментария. До этого, О чем пока это не убрали говорит? эти 500 левых аккаунтов, которые не успеваешь публиковать какую-то дорогу там или что-то сделал, или где-то встретился, а тут сразу предатель, там не знаю что, и пошли одни и те же. То есть там одна Анна, другая, то есть их вот одни и те же. Их недавно просто убрали с этого и более-менее сделали? навели порядок. Вот сейчас это общественное мнение, она стала такой, как должна быть. Напиши свое мнение, если ты ссылаешься на что-то. То есть Сергей не Ильич, так, еще чтобы один обманывать. пример из жизни, из общения с примарами, конечно, я не буду говорить с кем, но человек перечисляет. То есть, да, на самом деле очень много проектов в тот населенный пункт пришло, он перечисляет: при мне это сделано, при мне это сделано, я это сделал, и это тоже я сделал, и это я. Вот это столько миллионов, это столько миллионов, это столько миллионов. А вот люди это все знают, поэтому люди меня избирают, говорит он. Я говорю: а на какие деньги это все? Ваши собственные доходы или это региональный бюджет? Или, перечисляют он это. В большинстве, конечно, это европейские деньги. Мы активно участвовали, писали заявки, получали. Я спрашиваю: а вы людям говорите о том, что это европейские деньги? Они это читают. То есть, понимаете, о чем я говорю? Мы Когда вы установили сказали, плакаты в городе. подождите секундочку, когда вы сказали, что одни СМИ очень много работают и дезинформируют, а другие на 6 работают и мало информации доводят Мы до на людей. 6, я имел в виду нас. Вас на 6, В том хорошо. числе, да, с теми, и СМИ кто, тоже, да, хорошо. Конечно, да. Мы исправляем ситуацию, но- мы уже начинаем на 7 Но баллов. первыми, кто должен говорить с людьми о том, Примары. что это примары, разве Я не с так? вами даже не спорю, Ведь поэтому это мы миллионные установили, бюджеты вы мы установили реализовываете. по всему городу, если вы видели, рядом с примарией плакаты, в парке установили, рядом
автостанции. То есть мы не только говорим об этом, но и уже установили панно, потому что мы поняли, что люди не владеют информацией. Кроме этого, у нас студия в Камрате уже работает там, где и молодежь приходит. Вот там мы сейчас тоже усиливаем работу. Мы должны донести правду Примария до людей. открыла студию? Ну, конечно. А как вы это Расскажите, делаете? да, не немножечко, У коротко. нас идет как сайт Примария, это не является как Потому что- телевидением, что-то это идет на уровне сайта Примарии, оттуда можно делать дистрибьюции, НТС, другие, все, кому интересна какая-то Государственные передача. учреждения не могут иметь свои СМИ? Не, мы не имеем, у нас это на уровне, то есть самой Примарии, имеется сайта Примарии, но работают те же сотрудники, которые в Примарии. То есть и ведущие, и все. То есть мы не расходуем лишних средств. Все, что у нас было, мы никого лишнего не взяли на работу, никого. То есть, Сергей Ильич, ну, по крайней мере, можно, да, нет, никого не взяли. можно Мы- переключиться чуть-чуть? Да. Ну как переключиться, мы об этом говорим практически всю Да. передачу, но избирательная кампания началась. И говоря об этом, президент страны в первый день начала избирательной кампании сказала о том, что на кону жизнь, или на кону, так, Судьба страны. Судьба страны, да, на кону судьба страны. Как вы к этому относитесь? Это самые, мы всегда говорили, каждый раз что-то самые важные выборы. Вот каждый раз, я сколько помню. Но я всегда говорю, что с 90-го года Республика Молдова всегда лево, право. Потом 2 раза влево, 2 раза вправо. То есть она вот всегда, ну, кто ходит лево-право? Обычно пьяные люди. Они выпивают и ходят лево-право. Вот после 2020 года, мне кажется, Молдова ровно начала идти. Ну, это я так вот утрирую Ваше немного. ощущение, Да, мое ощущение. Нужно опять, если налево пойдем куда-то или в другую сторону, что с нами случится, мы опять станем на месте. То есть тут без агитации, тут каждый здравомыслящий человек или не здравомыслящий, неважно, должен для себя сделать вывод. Тут нельзя нам опять, мы должны либо туда, либо сюда, но нельзя постоянно у нас Шарахаться, да. шарахаться. Ну как так можно? Мы что, неужели мы не можем уже определиться? Был референдум, там голосовали, дальше уже идти, но нужно сохранить, думаю, что этот путь и идти уже в одном направлении. Он даже никому не говорит запрещать сотрудничать с кем-то. Я Наоборот. знаю, что Европа из Востока получает и газ, и всегда получала, всегда сотрудничала, никто никому не мешал. То есть как бы это не говорит им, что будем дружить с одними во вред другим. Да, это не запрещать нам, поэтому... А на днях в Кишинев приезжали лидеры европейских держав, и разные были мнения по этому поводу. А вы что скажете? Сколько в этом эффекта, сколько в этом пользы, что это даст Молдове, вот они, эти кадры, что это даст Молдове? И как вы вообще оценили вот это событие? Лидеры тех стран, которые наяву показали развитие своих стран. Это лидеры тех стран, страны, где живут люди хорошо, где работают наши люди, которые уезжают. Они и в Германии работают, и во Франции. Они работают во многих развитых странах. И когда приезжает к нам лидер какой-то развитой страны, я думаю, что только в пользу. Оно не может быть во вред. Как мы же, наверное, всегда с вами берем что-то хорошее. Да? Вы, наверное, ездите на какой машине? По-моему, с хорошего качества машин, да, европейской. Мы что-то берем. Я думаю, что и тут, в данном случае, это хороший приезд, хороший пример, и мы должны сотрудничать. Не Тем только более, я, но на дорогах редко увидишь москвич. уже нет. И, в принципе, даже самое интересное, что многих чиновников дети, они все находятся в Соединенных Штатах Америки, в Европейском Союзе. Хотя не против Европы. Они пугают нас там, ЛГБТ, не знаю что, многим чем пугают, но их дети там живут, учатся спокойно, все хорошо. То есть за своих детей он не боится, а вот за жителей страны, которая находится в самом центре Европы, то есть вот этот стереотип, мы находимся в самом центре Европы. Значит, Географически. кому-то можно с европейскими странами сотрудничать, кому-то можно, а нам почему-то нельзя как-то такое понять. Да никто не против сегодня с кем-то сотрудничать во вред кому-то. И там находятся наши люди, и это и на Востоке, и на Западе. Везде есть наши люди. Почему мы всегда, вот как молдавский или румынский язык, вот, нам, для вас он гагаузам, какой? какая разница? Для меня он вообще не без разницы какой. Но если молдавский язык, как его, то, Молдавский что народ была считает. Молдова раньше, то ну, тогда можно сказать, что Московское княжество тоже было в XIV веке. Но это же не московский язык, все-таки русский язык. И если люди в России приняли, что их язык русский, я уважаю
этот язык, я всегда буду говорить, что он русский. И никогда не буду говорить, что он московский. Жириновский сказал, что никогда не было молдавского языка. Поэтому я считаю, что ученые, те, которые все это делали в чтении, они назвали его, как бы молдаване назвали румынским. Я тут как бы сомневаюсь дать точный ответ, но я понимаю, что если молдаване назвали его румынским, так пусть будет румынским. Нам бы Мой язык гагаузский, разобраться. я скажу, Да? какая мне разница. Тем более, я, в принципе, знаю язык, то есть я на нем говорю, как он будет называться, молдавский или румынский. Ну, я знаю и тот, и другой. Без гагауща лафит. Без гагауща лямрид мяла. Куры, а он гагаус Без кендемис лафит мерс гагауща, амасорерс молдавнар кимладерля кенди делинде. Хепси молдавнар блерля кенди делинде. Хепс гагаузлардан да. Сергей Ильич, анализируя вот списки на парламентские выборы кандидатов, Сергей Бузаджи написал следующее. Сделал такой вывод, что парламент становится музеем политических пенсионеров, а не ареной перемен. Политика застывает, потому что места автоматически занимают старые фигуры. Как вы это прокомментируете? Это выборы иногда не всегда хорошо, когда новая фигура. В Библии как пишет? А как? В Писаниях Библии написано, если вы будете, то есть, вести себя плохо как народ, то мы вам дадим молодого правителя. И молодой правитель, он был, по-моему, в Израиле в то время, и молодой правитель, который неопытный. Это может быть 18-летний, 20-летний. То есть в любом случае не должно быть свыше там, 70 лет человек, который уже... То есть, в любом случае, на мой взгляд, правителями могут быть 40 лет, 70. Вот этот возраст, все-таки он более такой мудрый. Но даже Библия пишет, что молодой правитель это как наказание. Ну, имеется в виду там, 20-30 лет. Я смотрю, даже во многих местах все-таки опытные люди, которые прошли какую-то школу позитивную, я не говорю негативную. Я лично выбираю политиков не от того, что он... Стараюсь, чтобы он был все-таки после 40 лет, пусть 35 лет будет, но после 40 лет, и я всегда смотрю на его историю. Человек не меняется. Меняется погода, меняется время, но человек не меняется, он никогда не поменяется. Вы его никогда, по книге даже Булгакова, когда читаем, мы говорим о том, что из 10 спорящих только один признается, что он не прав. 9 никогда не признаются. И людей невозможно изменить. Никогда. Поэтому его история для меня является самым главным. Кем этот человек был, чем он занимался, какая польза от него была. Тогда я за него буду голосовать. Надо менять себя. Ну, себя... И только это 10. может помочь. Один понимает из 10, что он должен поменять себя. Ну, давайте промовировать это, да, что все нужно начинать с себя. То есть, если мы правильно будем относиться к тому, что значит гражданский долг человека на выборах, как правильно относиться к тому, к той коррупции, которая, ну, заполонила, во всяком случае, сейчас Молдову, потому что мы последние 2 года уже говорим только об электоральной коррупции, и те попытки, которые применяют правоохранительные органы, нравятся они или нет нам, но наказание какое-то должно быть. Это ненормально для современного общества, когда голос человека можно купить. Когда судьбу страны могут определить люди, которые находятся где-то там и управляют схемами и процессами внутри нашей страны, это ненормально. И граждане должны за свою страну постоять честным выбором и честным голосованием. Тут я скажу, лучше поздно, чем никогда. Правоохранительные органы работают, но и закон поменялся, не только от них зависит. И закон поменялся недавно у нас в парламенте, уже засточился. Потому что я, когда в 23-м году баллотировался, я очень хотел, чтобы этот закон был такой же, как сегодня. Потому что я шел на эти выборы, и я прямо злился, почему как бы это возможно, то есть позволяет это сделать. И сегодня как бы мне, я говорю еще раз, лучше поздно, чем никогда. Может быть, потому что без этого я понимаю, что мы не сможем иметь демократичную, нормальную страну. Ну и в завершении выпуска 28 сентября. Каким будет этот день, как вы думаете? Я думаю, останется тот же путь, который сегодня. Ну, чувствую по самой ситуации Республики Молдова, потому что немножко левые силы рановато начали свою предвыборную кампанию, это уже 2 года длится. Ну, 2 года, даже многие мне делают замечание, что я часто ругаю край мечты. Я, может быть, полгода как ругаю, или там 8 месяцев, ну не то, что ругаю, а говорю о этих вещах. И людям уже это надоело. То есть
То есть я должен свою пластинку уже поменять, я не могу бесконечно об этом говорить, это уже поворачивается назад. А тут идет речь о 2 лет. То есть каждый с утра до вечера и поехали. То есть, ну, как я надоел за 8 месяцев со своими изречениями, которые с утра до вечера, то как бы я не то что ругал, я больше в цифрах говорил информацию, что я больше за безопасность наших граждан, я из-за этого выступал. Так я обычно не обращаю внимания на эти вещи, иду сам вперед и работаю, изыскиваю возможность. Вот так и здесь, по-моему, переборщили с... Левые партии? Ну, левого толку, да. Левого толка. Да. По-моему, переборщили. Ну, увидим. Ну, 28 увидим, сентября да. все На все более разумные наших граждане, жителей, разумные граждане, беспокоящиеся за свою знаю, страну, что хорошие конечно, проголосуют. специалисты есть и в этой стране, в этой, то есть, ну, дай бог, чтобы... Спасибо, Сергей, что были с нами. Спасибо за открытость, честность. И мы с Леной Федоровной словили себя на мысли, что когда мы вам звоним, вы всегда принимаете приглашение приходить в нашу студию для дискуссии. Вот это мы и называем Ну, открытостью. в политике, наверное, мой минус, я всегда говорю, называю вещи именами, из-за этого потом страдаю. Нет, это не минус, это, безусловно, плюс. В Для меня сегодняшнее плюс, но время для общественности часто очень меня хочется- ругают, что я что-то сказал не то, что люди хотят услышать. Вот. А я всегда буду говорить то, что я считаю нужным. Но вы сами определяете, что Да. вы будете говорить. Наша Не задача вас все сюда политики пригласить определяют, и все дать возможность. стараются сказать то, что будет нравиться жителям, которые должны снова избрать. Это не секрет. Приходит Вашей политик, предвыборной да. кампании еще нет, правильно я понимаю? Нет, конечно, Мы здесь да. ставим точку, потому что наш Так, выпуск более завершается. 3-й мандат уже. Говорим нашим зрителям сегодня, друзья, с вами были я, Екатерина Жекова. И Ирина Карамит. До свидания, спасибо. И, конечно, если еще не успели, вернее, подписаться, то подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки и помогите нам продвигать наш проект. Спасибо и до встречи. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.